Все. Всем привет. Я попрошу сделать следующее. Задние ряды. Встаньте и сядьте, пожалуйста, на передние. Ну и здесь, Нигде, я вот там сижусь. Не, там сижу. Коллеги, Департамент регионального законодательства. Дима, Александр. Алексей, твои сотрудники не слушаются. Надо на передние ряды садиться, потому что здесь пусто. Очень некомфортно будет выступающим. Ну, у тебя другие сотрудники есть. Руководители, проверьте, пожалуйста, своих сотрудников, удаленных, неудаленных, которые должны быть рядом с вами. Все ли здесь? Варя, я тебя вижу, привет.
Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10. Коллеги, добрый день! Рада всех видеть в этом чудесном месте. Верю, что это место, обстановка смогут каждого из нас вдохновить на правильные вещи. Кому-то быть включенным, кому-то открытым, кому-то спокойным, а кому-то быть собранным. С нами на связи все компании-партнеры. Ухта, приветствую вас! Печора, Усинск, Воркута. Надеюсь, что нас хорошо видно и слышно. Также с нами все представители компании. Коллеги, вас тоже приветствую. Знаю, что у многих возникал вопрос, почему уже март, а собрания нет, уже начался апрель, а собрания все нет и нет. Оно вообще будет? Почему так поздно, уже год почти заканчивается, а мы до сих пор не подвели итоги прошлого года, и нет планов на следующий? Сразу отвечу на эти вопросы. Собрание коллектива такого масштаба, как наш, да, это как навигация большого корабля. Понимание, где мы сейчас находимся, с какой скоростью мы движемся, какие объекты находятся рядом с нами.
И все это нужно для того, чтобы скорректировать наш курс. И как раз для того, чтобы наш курс был верный, и мы беспрепятственно шли к своей цели, потребовалось чуть больше времени. Сейчас мы готовы обсудить с нашей командой важные аспекты нашего курса. Коллеги, рассматривайте итоговое собрание коллектива шире, чем просто подведение итогов и постановку задач на следующий год. Каждое подобное мероприятие – это объединение команды вокруг предназначения нашей цели, предназначения нашей команды. Итак, сегодня 17 апреля 2023 года, и я торжественно открываю итоговое годовое собрание коллектива компании 2023. На 2022 год для нас ставились большие амбициозные планы, производственные и не только. В течение года каждый из вас видел, как мы двигались к этим целям. Да, было непросто, и в какие-то моменты мы сомневались, что у нас получится. И все-таки нам, команде «Консультант Коми», удалось многого достичь. Я знаю, что каждый из нас делал все возможное в меру своих способностей, квалификации, опыта, вовлеченности и экспертности. Каждого сотрудника я благодарю за это. Но есть сотрудники, которые в 2022 году были более экспертными, более продуктивными, более вовлеченными и своими делами внесли весомый вклад в достижение компании. И кто эти сотрудники? Объявляю церемонию награждения сотрудников по итогам 2022 года и передаю слово Юлии Молчановой, начальнику отдела эффективности персонала Департамента управления компанией. Коллеги, всем привет! Я очень верю, что представители и все регионы подключились, и нас все видят, слышат. Еще раз всех приветствую. Я на самом деле очень рада, что мы собрались в этом зале. Вам зал нравится? Хорошо. А атмосфера? А настроение? Супер! Я думаю, что вот это вот настроение, оно протянется на протяжении всего нашего мероприятия сегодня важного. И представляете, если мы начинаем собрание с награждения, чествования лучших, то каким оно будет, да, в конце, я просто предвкушение. Итак, начнем. Кто же все-таки из сотрудников стал лучшим по итогам 2022 года? В этом году выбор сотрудника 2022 года будет объявлен по следующим номинациям. Лучший по сопровождению клиента, лучший представитель, лучший по продажам, лучший специалист, лучший руководитель, лучший топ-менеджер. Также мы узнаем, какая команда стала командой года и взяла номинацию «Результативная команда». В номинациях были определены финалисты и победители. Финалисты получат благодарность от компании и денежную премию в размере 3000 рублей. Победитель в каждой номинации получит диплом, почетную грамоту и денежную премию в размере 5000 рублей. Информация о наградах будет внесена в трудовые книжки этих сотрудников. Прежде чем перейти к номинациям, да, и объявлению лучших, я бы хотела обсудить с вами регламент церемонии награждения. Каждый раз после собрания коллектива мы обязательно задаем вопросы каждому сотруднику о том, хотим получить обратную связь о том, как прошло собрание, и уже неоднократно звучала рекомендация больше внимания уделять достижениям финалистов и победителей. Поэтому сначала я буду озвучивать достижения и успехи номинантов, а после приглашать финалистов и победителя на сцену, а ваша задача в этот момент будет аплодисментами поздравлять наших финалистов, наших героев. Итак, начинаю объявлять лучших.
Для вручения наград «Сотрудник года» 2022 года по следующим номинациям на сцену приглашается заместитель исполнительного директора Татьяна Озерова. Итак, объявляю номинацию «Лучший по продажам». В этой номинации выбор проходил среди всех сотрудников компании, которые сделали одну и более продаж системы «Консультант» на потенциальном рынке. На это звание претендовали 18 сотрудников, все претенденты на экране. Молодцы! При выборе лучших учитывались производственные показатели следующие. Количество новых продаж, сумма ежемесячного дохода от информационных услуг по совершенным продажам, сумма ВКСП по совершенным продажам и количество продаж на конкурентном рынке. Самые лучшие показатели у одного из сотрудников этого списка такие. Итак, 18 новых продаж, 12 из них клиентам конкурентов. Сумма ежемесячного дохода от информационных услуг составляет 125 849 рублей. ВКСП по совершенным продажам 13,25. Как вы думаете, кто это стал? Лучшие показатели принадлежат Анастасии Смирновой. Настя становится победителем. Бурные аплодисменты. Приглашаем Настю на сцену. Анастасия показала отличные производственные показатели, а также улучшила свои производственные результаты по сравнению с прошлым годом. Настя получает диплом, почетную грамоту и денежную премию. Анастасия, не уходи. Можно ответное слово? Я до последнего была уверена, конечно, что это Ксюша. Неожиданно, приятно. Вообще сразу вспомнила тот день, когда я вообще только пришла в нашу компанию. Это как раз тоже было собрание годовое. И было очень удивительно и приятно, что тут действительно оценивают сотрудников и видят их достижения. Думаю, когда-нибудь и я тоже буду там участвовать. Наконец-то это свершилось. И хочу сказать большое спасибо не только компании, организаторам, но и своему отделу, своему руководству и начальству. Без вас у меня бы ничего не получилось. Спасибо вам. Настя, поздравляем. Хочу вернуться опять к списку тех сотрудников, которые претендовали на звание «Лучший по продажам». У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, возникает ли у вас вопрос у всех остальных в этом списке о том, что с экспертами по продажам, по продукту соревноваться очень сложно? Возникает такой вопрос? У кого? У Сергея? Ну, я думаю, что возникает, да? Кто делал продажи. И у Ани тоже возникает. Хорошо, да, правда. На самом деле, и у меня тоже был вопрос. Поэтому я объявляю следующую награду. Итак, номинация «Лучший по продажам» среди специалистов по работе с клиентами. Критерии были такие же, как и у экспертов по продажам. Да? Это количество новых продаж, сумма ежемесячного дохода от информационных услуг по совершенным продажам, сумма ВКСП по совершенным продажам и количество продаж на конкурентном рынке. И здесь лучшие показатели такие. 3 продажи, одна из них конкурентам, 138 тысяч рублей и 3,28 ВКСП по совершенным продажам. Эти показатели сделал или сделала Воробьева Екатерина. Екатерина, поздравляем тебя, все аплодисменты это тебе.
Также в ближайшее время ты получишь диплом, почетную грамоту и денежную премию. Обратную связь жду у себя на электронную почту. Бурные аплодисменты. Вот диплом. Да, Екатерина Воробьева у нас трудится в Воркуте, да, и этот диплом и почетная грамота отправится в Воркуту. Сотрудник года 2022 года в номинации «Лучший по сопровождению клиентов». Выбор по этой номинации проходил среди специалистов по информационному сопровождению. Список претендентов состоял из 16 действующих СИО из Сыктывкарского офиса, из компании партнеров. Фамилии на экране. При выборе лучших учитывались показатели по таким критериям: отсутствие дебиторской задолженности у сопровождаемых клиентов, средний процент сбора платежей, отвалы и продажи на сопровождаемом рынке в ВКСП, отвалы и продажи на сопровождаемом рынке в клиентах и средний процент использования ОД+ клиентами. Показатели рассматривались именно по этому критерию, и на основе этого была произведена рейтинговый список специалистов. И сейчас я хочу... вы уже видите. И вы уже видите показатели, три лучших показателя, и они принадлежат... Итак, внимание, они принадлежат Воробьевой Екатерине, Каблуковой Ирине и Еремищенко Марине. Девчонки, выходите на сцену. Бурные аплодисменты, пока выходят специалисты. Еще не хватает Екатерины, но Екатерина вместе с нами. Девчонки, представляете, среди вас есть финалисты, а есть победитель. Как вы думаете, кто победитель? Победителем становится Ирина Каблукова. Ирина, мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Твой стаж небольшой, но благодаря твоему упорству, целеустремленности, твоей заботе о клиентах у тебя получилось стать лучшим специалистом. Ирина получает диплом, почетную грамоту и денежную премию. Ирина, хотим от тебя слово ответное. Ой, коллеги, это очень волнительно, очень переживательно. Это бесценная награда, и я поддерживаю предыдущего оратора. Действительно, когда мы загадывали желание под Новый год, мы писали бумажки, и получить вот такую грамоту, это просто, не знаю, высший пилотаж. Поэтому спасибо огромное за вашу оценку. Спасибо, это очень приятно. Бумажки работают. Действительно. Да. Поэтому я предлагаю каждый месяц это делать. Вот. Да, и Катя и Марина получают благодарность и денежную премию в размере 3000 рублей. Вы молодцы, вам чуть-чуть, и вы тоже будете лучшими. Запускайте другой ролик. Сотрудник года 2022 в номинации «Лучший представитель».
Выбор по этим номинациям проходил среди 9 представителей. Вот они перед вами. При выборе лучших учитывались показатели 2022 года по тем же критериям, что и у СИО. Отсутствие дебиторской задолженности, средний процент сбора платежей, отвалы продажи на сопровождаемом рынке ВКСП в клиентах, средний процент использования ОД плюс клиентами. Итак, покажем результаты, 3 лучших результата. И эти результаты принадлежат Елфимовой Светлане, Морозову Юрию и Чупровой Елене. Сейчас мы узнаем, кто станет финалистом и победителем. Итак, финалистами становятся Светлана и Елена, а победителем лучший представитель Юрий Морозов. Светлана и Елена получают благодарности и денежную премию, а Юрий получает диплом, почетную грамоту и денежную премию. Да, где он работает? Юрий у нас работает в Троицко-Печорском районе. Объявляю следующую номинацию. Коллеги, вот мы и перешли к номинациям, не связанным с производством. Татьяну благодарим. Спасибо большое. И для вручения следующих наград я приглашаю исполнительного директора Вячеслава Николаевича. Лучший специалист. На это звание претендовало 45 сотрудников группы компании «Консультант Коми». Все эти сотрудники проработали полный 2022 год, куда больше-то, да, и не имели грубых этических нарушений. При выборе лучшего в номинации «Специалист» сотрудники оценивались по следующим критериям. Это очень важно. Высокая продуктивность, достижение отличных результатов и реальный вклад в реализацию задач компании. Очень важно, чтобы эти 3 критерия были в совокупности. Выбор был очень сложный. Многие сотрудники действительно отработали 2022 год, показали достойные результаты, высокую вовлеченность, заинтересованных в делах компании, но необходимо действительно выбрать лучших. Первый номинант. Я сейчас напомню процедуру. Сначала я рассказываю про номинантов, потом всех приглашаю. Первый номинант – Лушникова Наталья. Наталья – одна из самых крутых экспертов в области соблюдения и применения правил и требований Координационного центра на сопровождаемом рынке. Она рьяно стоит за интересы компании в отношениях компании с КЦ. Наталья, как мы называем ее за глаза, юрист в области КЦшного права. В 2022 году Наталья под усиленный контроль взяла на себя область соблюдения правил и требований КЦ, обучила всех руководителей групп директоров компаний-партнеров по данной теме с целью того, чтобы они ориентировались в регламентах и КЦ и безошибочно применяли правила. В период раннего бюджетирования и перезаключения каждый договор с контрагентом был взят под усиленный контроль, проверен и отработан дважды. И это еще не все. И как итог вот этой мощной работы 2022 года 99% выигранных спорных дел с КЦ в пользу нашей компании. Круто? И это не последняя заслуга Натальи. Благодаря своему умению фокусироваться на конкретной задаче, упорно добиваться поставленных целей дали свои плоды. Был значительно снижен процент дебиторской задолженности, а половина групп департамента сопровождения завершили год с допустимым объемом дебиторской задолженности до 15%. Наталья, ты просто молодец, крутая. Следующий номинант – это Ольга Осипова.
Ольга единственный, я не побоюсь этого слова, в компании эксперт, который досконально знает не только наш продукт, но и продукты конкурентов. Дотошность в изучении продуктов компаний и конкурентов, огромный интерес к деятельности, а также искренняя вовлеченность в общие дела компании, а именно те, которые связаны с сопровождением и с продажами, дали выдающиеся результаты этого специалиста. В 2022 году Ольга сделала большой упор на подготовке специалистов компании и представителей по отработке угроз конкурентов. Было проведено огромное количество занятий общих, как для новых сотрудников, так и для уже опытных специалистов. И также в 2022 году Ольга на постоянной основе индивидуально готовит специалистов по отработке проникновения конкурентов. И в 95 случаях таких угроз Ольга совместно с СИО, с представителями СРГ разрабатывают тактику отработки вытеснения и угроз проникновения конкурентов. Благодаря этому СИО и представители уверенно проводили эту работу и большую часть проникновений конкурентов успешно отработали. Клиенты остались с нами. Оля, аплодисменты тебе. Ну и третий номинант, сотрудник 2022 года в номинации «Специалист» – это Паршуков Александр. Стаж, да, аплодисменты. Стаж работы Александра в компании не более 2 лет, то есть, как это говорит, почти 2 года, я так скажу. Это небольшой опыт, но достаточно для того, чтобы иметь такие отличные результаты. Благодаря своим сильным профессиональным компетенциям разработчика-программиста, а также способностью вникать в проблему внутреннего заказчика и находить наиболее оптимальный вариант решения самостоятельно, внедрил в компанию инструмент Bittrex. Это автоматизация бизнес-процессов продаж. Что это нам дало? Сейчас в компании появилась возможность видеть движение лида от пробного доступа до продажи. Руководитель продаж в реальном режиме видит, на каком этапе и сколько по времени находится лид, какое количество лидов находится у экспертов по продукту и как продвигаются лиды по этапам у конкретного специалиста. Это позволило в оперативном порядке корректировать работу экспертов, обнаружить пропавшие лиды и взять их в работу и ускорить процесс принятия решения по каждому лиду. Bittrex дает огромные возможности для компании. Мы только начали ее использовать, но благодаря Александру нам удалось быстро запустить Bittrex в эксплуатацию и уже начать быстро выстраивать эффективные бизнес-процессы. Аплодисменты Александру. Прошу под бурные аплодисменты пройти на сцену этих специалистов. Итак, лучший специалист, сотрудник года 2022 становится Наталья Лушникова. Наталья получает диплом, почетную грамоту и денежный приз. Александр и Ольга получают благодарности и денежный приз. Аплодисменты, аплодисменты. Наталья медленно подходит к микрофону для обратного слова. Ой, коллеги, как это приятно. Я делала много, я каждый год делаю много. И, конечно, 2 года подряд я не ожидала. Неожиданно. Спасибо, очень приятно. И, конечно, я благодарю каждого из вас и больше всех департамент сервисного обслуживания, потому что, моя награда – это наша общая заслуга. Спасибо вам, коллеги. Спасибо руководству. Спасибо вам большое. Да, фотография общая, красивая, на фоне Наташи Лушниковой. Присаживайтесь на места.
«Сотрудник года 2022» в номинации «Лучший руководитель». На звание претендовали руководители отделов служб групп с подчиненными производственных и непроизводственных подразделений, которые проработали в 2022 году на посту руководителя. Также важно, чтобы руководители не имели дисциплинарных нареканий. На звание руководитель, лучший руководитель претендовало 14 руководителей, 4 директора компаний-партнеров, 5 руководителей производственных подразделений и 5 руководителей непроизводственных подразделений. Компания высоко оценивает экспертность, мастерство и вклад каждого руководителя, но необходимо отметить тех, чьи дела оказывали большее влияние на внедрение изменений в компании. При этом в текущей деятельности наблюдался рост производственных показателей и кадровый состав оставался стабильным. Исполнительный совет определил 3 номинантов. Первый номинант – Карпаленко Дарима. Дарима, чуть-чуть про Дариму. Дарима ориентирована на конечный результат. Для нее очень важно получить продукт самого высокого качества, открыта к новым знаниям, к новому опыту. В работе всегда опирается на смысл того, что она делает. Благодаря этим качествам Дарима применяет в работе новые алгоритмы и способы, всегда движется вперед и подтягивает свою команду. Обладает высокой вовлеченностью не только в делах департамента, но и во всей компании. В 2022 году под ее руководством были систематизированы и отлажены управленческие процессы по сопровождению. В результате ее команда стала лучшим по сбору дохода от закрепленных клиентов. Еще по 2 показателям ее команда занимает лидирующие позиции по сохранению клиентов и по обеспечению поступления платежей от клиентов. Второй номинант – Юлия Молчанова. Как характеризует меня? Юлия искренне болеет за дела компании и сама часто инициирует первые внедрения изменений. Так, в 2022 году под ее руководством в компании по-новому начали готовить и обучать специалистов, которые взаимодействуют с клиентами. Проведены групповые встречи по отработке сложных ситуаций. Начато массовое обучение сотрудников по продажам, внедрена привычка у руководителей, ну я надеюсь, анализировать звонки клиентов. Да? Так? Это помогло СИУ и представителям легче войти в период перезаключения договоров и отработать большой рост цен, а также получить высокие результаты при перезаключении с большим числом клиентов. Также следует отметить, что выросли такие показатели, как эффективность персонала и обученность персонала. Спасибо, коллеги, мне очень приятно. И третий номинант – это Сердитова Наталья. Наталья является экспертом в своей области, очень скрупулезно и основательно подходит к любой задаче, требовательно не только к подчиненным, но и к самой к себе. К любым изменениям подходит с холодной головой, четко все планирует и добивается полной ее реализации. В 2022 году она участвовала в работе по изменениям, наладила и поддерживает новый бизнес-процесс модификации СПСК+ в РИЦ. Это введение информационного банка, подборки, консультации и горячей линии. Благодаря умелому руководству Натальи все службы отдела, а это служба понимания продукта, служба обучения, линия консультации и горячая линия в 2020 году повысили значительный рост производственных показателей. Наталья Сердитова является 3-м номинантом на звание «Лучший руководитель». Коллеги, под бурные аплодисменты приглашаю вас на сцену. И я с вами. Сейчас объявлю и присоединюсь. Сотрудник года 2022 в номинации «Лучший руководитель» становится Дарима Карпаленко. А я и Наталья становимся финалистами этой номинации.
Дарима получает диплом, почетную грамоту и денежные призы. Я и Наталья получаем благодарности и денежные призы. Пошла фотографироваться. Спасибо. Скажу честно, награду такого уровня всегда очень приятно получать. Я благодарю свою команду за то, что они помогли мне достичь таких результатов. Правильно сказали, что я работаю со смыслами, и пока я до него докопаюсь, я не могу дальше двигаться. Я продолжу именно так, по-другому я просто не могу. Спасибо большое. Поздравляю, коллеги. Сотрудник года 2022 в номинации «Лучший топ-менеджер». Для вручения этой награды и других наград я приглашаю Елену Владимировну Ермолину, генерального директора, нашего лидера. В этой номинации выбор проходил среди 5 топ-менеджеров. Раз, два, три, четыре, пять, да, пять. Пять топ-менеджеров, отвечающих за крупные области компании. Светлана Бондаренко, получение дохода от сопровождаемых клиентов. Елена Елисеева, производство регионального законодательства. Ольга Коняева, получение дохода на потенциальном рынке. Алексей Лихачев, информационная и физическая безопасность, а также область финансов. Татьяна Озерова, область персонала. Роль каждого топ-менеджера очень важна. Каждый топ-менеджер обладает огромным опытом управления. И это я все про наших сейчас говорю. Высочайшей экспертностью в своей области. Это, безусловно, лидеры своих команд. Это мастодонты, которые толкают компанию вперед, принимают на себя все удары и кризисы экономики, резкие изменения внешней среды. Этот год был очень непростым. Было сложно не только в экономическом плане, но и в эмоциональном фоне жителей многих регионов, в том числе и в Республике Коми, был снижен. Среди них наши клиенты. В ситуации нестабильности, эмоциональных потрясений очень сложно удержать, сохранить деловые отношения с клиентами. При этом необходимо выполнять непростую задачу – увеличить цену на продукты и услуги нашей компании. И только благодаря упорству, выдержанности, пониманию важности выполнения поставленных задач, лидерским качествам этот топ-менеджер смог реализовать амбициозные задачи. Абсолютным победителем в номинации «Лучший топ-менеджер 2022 года» становится руководитель департамента. Точно, Светлана Бондаренко. Светлана получает диплом, почетную грамоту и денежную премию и наши бурные аплодисменты. Свет, очень хотим тебя послушать. Я вообще не готова. Я вообще не ожидала, как бы это ни звучало избито, да? Коллеги, это был очень сложный год. И поэтому вдвойне приятно, что ДСО – это награда наша. Ура! Спасибо всем, кто на удаленке, города, районы. Ребята здесь, спасибо вам большое. Это наша заслуга, мы ее добились с вами. Поздравляю.
Коллеги, вот и определены лучшие сотрудники 2022 года по различным номинациям. Еще раз бурные аплодисменты вам. Да, это вы в 2020 году сделали выдающиеся достижения и достойны звания сотрудник года. Но в нашей компании есть люди, которые изо дня в день, применяя свои природные способности и сильные качества своего характера, делают безупречную свою работу, делают значительный рост относительно самого себя и тем самым закладывают прочный фундамент для развития компании. Они заслуживают поощрения, и мы хотим выделить таких сотрудников и объявить благодарность от генерального директора нашей компании Елены Владимировны. И я хочу, помимо того, что мы сейчас будем, Елена Владимировна будет вручать благодарности, мы бы хотели именно рассказать о том, чем важен, значим этот сотрудник для нашей компании и что у него получилось в 2022 году. Елена Ивонина. Ну, сейчас Лена вместе с Еленой Владимировной послушает о себе. Да? Так, Елена Ивонина. Елене присущи такие качества, как здравый перфекционизм, фокус на безупречное качество и то, что необходимо сделать все вовремя, в срок. Также высокий уровень ответственности за себя и вот за того парня. Это позволяет ей каждый раз повышать уровень своего профессионализма. Благодаря этим качествам она в непростой период для подразделения взяла на себя ряд функционала и достойно справилась со всеми этими задачами. За высокий уровень профессионализма объявляется благодарность от генерального директора Ивониной Елене Анатольевне. Андрей Карпов. Андрей Карпов обладает высокой кропотливостью в работе, внимателен к деталям, к выполнению техническим задачам, подходит ответственно, результат своего труда представляет в качестве законченного продукта. Применяет новые подходы в работе. Также Андрей проявляет высокие коммуникативные навыки, всегда обсуждает с внутренним заказчиком задачи с позиции поиска решения. Все эти качества позволяют Андрею быть супер высоко профессиональным специалистом. За высокий уровень профессионализма объявляется благодарность от генерального директора Карпову Андрею Николаевичу. Ну, естественно, вы уже понимаете, про кого будет идти речь. Лариса Носова. Лариса обладает высокой любознательностью, открыта к новым знаниям, к новым опытам. При этом имеет кропотливость. При таких сочетаниях качеств становится успешной на любых этапах производства информационных банков по региональному законодательству. За высокий уровень профессионализма объявляется благодарность от генерального директора Носовой Ларисе Александровне. Галина Курдас. Галина очень скрупулезный, требовательный, методичный сотрудник и руководитель. Благодаря этим качествам Галине удалось сделать прорывной результат в продажах журнала «Главная книга». В 2022 году план по продажам выполнен на 114%, по росту новых подписчиков, внимание, 223%.
За выдающийся прорыв по своей профессиональной деятельности объявляется благодарность от генерального директора Курдас Галине Геннадьевне. Просит новые задачи. Наталья Шилова умеет концентрироваться на задаче и проявлять упорство в достижении цели. Благодаря этим качествам Наталье удалось сделать заметный рывок. В начале 2022 года показатель по дебиторской задолженности составлял 48%. Это был самый худший показатель. Но уже в конце этого года, 2022, показатель составил 17%. За выдающийся прорыв в своей профессиональной деятельности объявляется благодарность от генерального директора Шиловой Натальи Ивановне. Наталья, поздравляем! Вот эта вот благодарность отправляется тебе лично от Елены Владимировны. Екатерина Петрова. Екатерина обладает гибким умом, имеет большой профессиональный опыт в разных сферах, уверена в своих профессиональных знаниях, очень высокий уровень ответственности. Благодаря этим качествам Екатерина, я бы сказала, ворвалась в нашу компанию. И с первых дней работы компания выполняла обязанности на посту полноценно, что позволило успешно завершить период перезаключения договоров на 2022 год, когда подразделение было совсем в ослабленном положении. За успешный, быстрый старт в компании объявляется благодарность от генерального директора Петровой Екатерине Сергеевне. Мария Юшкова. Мария, серьезный подход к каждой задаче, кропотливость в делах, открытость к новому опыту, проявляет очень большую инициативность. Все это позволило молодому специалисту очень быстро, просто в рекордные сроки, влиться в коллектив, освоить весь процесс производства регионального выпуска и взять на себя более сложные функции в производстве. За успешный быстрый старт в компании объявляется благодарность от генерального директора Юшковой Марии Михайловне. Нина Морозова, мы ждем тебя на сцене. Нина обладает одним из самых важных качеств руководителя – это требовательность не только к себе, но и к другим. Также Нина одна из первых приняла то, что для развития компании очень важно менять процессы сопровождения клиента, менять стандарты и суть самого сопровождения клиента. Активно и вовлеченно принимает участие в рабочих группах по изменениям и одна из первых, кто начинает применять нововведения в своей группе. За усовершенствование процессов подразделений компании объявляется благодарность генерального директора Морозовой Нине Дмитриевне. Татьяна Викторовна Чупрова. Туапсе, приветствуем вас. Татьяна усердно обладает высокой работоспособностью, глубоко и всесторонне изучает область своей работы. Благодаря этим качествам справилась с поставленной задачей. Клиенты верно заполняют значение платежей за оплату услуг сопровождения. При помощи различных механизмов
добилась снижения на 40% количества платежей, поручений с плохим назначением платежа и роста на 21% платежей с правильными формулировками. За усовершенствование процессов подразделения и компании объявляется благодарность от генерального директора Чупровой Татьяне Викторовне. Татьяна, ты получаешь благодарность и аплодисменты. Мария Макарова. Мария открыта к новому опыту, проявляет большой интерес к задаче, требующих нестандартных решений, высокие организаторские способности. Про Марию можно сказать так: вижу цель, не вижу препятствий. Всегда сможет предложить самый оптимальный вариант разрешения задачи. В 2022 году с большой степенью самостоятельности решила ряд задач, связанных с организацией праздничного фуршета, доставку и прием сотрудников и представителей всех регионов республики. За освоение нового опыта и за профессиональный рост объявляется благодарность от генерального директора Макаровой Марии Владимировны. Александр Жижов. Александр – профессионал своего дела, трудолюбив, исполнителен. В 2022 году перед Александром стояла задача создать комфортные условия труда сотрудников, повышение безопасности и функционирования коммуникационных систем, но без остановки бизнес-процессов. Представляете, да, себе задача какая? Благодаря пониманию важности бесперебойной работы офисов, Александр очень грамотно спланировал и реализовал значимые проекты. За нестандартный подход в работе объявляется благодарность от генерального директора Рыжову Александру Игоревичу. Коллеги, еще раз всем большая... Елена Владимировна, вы куда? Еще раз бурные аплодисменты всем лучшим сотрудникам, те, кто достойны благодарности, и почетных грамот, дипломов. Вы молодцы, вы большая надежда и опора для компании. У нас есть еще одна номинация. Результативная команда 2022. В этом году на звание «Результативная команда» претендовали 8 команд. Совет руководителей компании, Офис официальных вопросов, Офис корпоративной безопасности, Департамент управления персоналом, Департамент расширения компании совместно, Департамент маркетинга и продаж, Департамент финансов, Департамент регионального законодательства и Департамент сервисного обслуживания, включая компании, партнеров и представителей. При выборе победителя в этой номинации важны два аспекта. Это результативность и командность. Результативность оценивались по следующим критериям. Важно выполнение планов и задач команды и эффективность команды. Командность оценивалась по следующим критериям. Сплочение команды вокруг целей, сплочение команды вокруг целей подразделения, отсутствие конфликтов внутри команды и за ее пределами, и как команда преодолела трудности. В этом году было очень легко сделать выбор, так как эта команда показала себя на все 100. Все, о чем говорилось выше, было идеально применено, и благодаря этой команде компания смогла выполнить стоящие перед ней задачи в 2022 году. Это настоящий пример того, какая должна быть настоящая команда. Команда, в которой хочется вдохновляться и в которой хочется быть. Результативная команда – это
Совет руководителей компании. Команду прошу на сцену. Света Бондаренко, Елисеева Елена, Лихачев Алексей, Коняева Ольга, Озерова Татьяна, Старцева Любовь. Председатель Совета руководителей компании Вячеслав Тушенков. В команде вручается диплом и сертификат на празднование победы. Елену Владимировну я попрошу остаться. Коллеги, в декабре мы праздновали 30-летний юбилей компании, и он нас еще догоняет. 9 декабря состоялась церемония награждения сотрудников «Консультант Плюс Коми», приуроченная к 30-летию проекта «Консультант Плюс» в Республике Коми. 39 сотрудников и коллектив компании «Консультант Коми» отмечены ведомственными и корпоративными наградами и поощрениями. 53 награды и поощрения получили сотрудники компании. Сегодня еще есть несколько достойных сотрудников, которым будут вручены награды и поощрения главы Республики Коми. Сейчас торжественно очень. Распоряжением главы Республики Коми за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу объявляется благодарность Лихачеву Алексею Владимировичу. Поздравляем! Распоряжением главы Республики Коми за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу объявляется благодарность Озеровой Татьяне Владимировне. Распоряжением главы Республики Коми звание «Почетный работник связи и информации Республики Коми» присвоено Тушенкову Вячеславу Николаевичу. Прошу всех занять свои места. И в заключение я хочу сказать следующее. Все награды нашли своих героев. И каждому сотруднику важно знать и понимать, что если вкладывать в дело душу, объединяться вокруг общей благородной цели, то обязательно труды будут вознаграждены. Передаю слово Вячеславу Николаевичу. Здравствуйте, коллеги. Наверное, после такого начала не хочется слушать привычный мой доклад на 2,5 часа. Да? Понимаю, поэтому сегодня чуть-чуть по-другому будет. Ну, на 15 не обещаю, но это будет нестандартно. Да? Несмотря на то, что это будет нестандартно, все-таки мы с вами сегодня поговорим о результатах работы нашей в 2022 году. А именно рассмотрим результаты по двум проектам, над которыми мы работали. Это проект КБУ 2022 и проект Доход 2022. Также посмотрим, что у нас происходило в 2022 году с клиентской базой. И, конечно же, проговорим ориентиры
на текущий 2023 год. Вначале я хочу вам напомнить то, что я говорил на прошлогоднем итоговом собрании. Думаю, что вы помните, что перед нами стояли два производственных приоритета. Первый – это сохранение дохода компании и обеспечение оптимальных финансовых условий со стороны разработчика – это второй. Для реализации данных проектов, данных приоритетов в 2022 году мы работали над двумя крупными проектами. Проект 1. Назывался он «Доход компании 2022». Целью проекта было в 2022 году на расчетные счета компании поступили средства в размере 100 и более процентов к уровню 2021 года. И проект номер 2 – это КБУ 2022. Цель проекта – ВКСП РИЦ на 25 марта, 27 июня, 26 сентября и 26 декабря 2022 года обеспечивает платеж в КЦ, рассчитанный с применением КБУ не более единицы. Но начать сегодня подведение итогов я хочу с того, что процитирую один из приоритетов, который звучал на прошлом собрании не от меня, а от лидера нашей компании Елены Владимировны Ермолиной. Главный приоритет – клиенты. Действующий клиент, то есть сопровождаемый клиент, на сегодня это основной ресурс бизнеса. И долгосрочный ориентир по клиентам – это клиенты выбирают нашу компанию, покупают максимально соответствующий их потребностям объем продуктов, услуг и остаются с нами до тех пор, пока ведут свою деятельность. Работа с клиентами строится на основе наших принципов взаимодействия, и они ценят такое сотрудничество. Мы занимаем не менее 80% доли рынка СПС республики. Почему я начал именно с этого? Потому что я уже сказал, что будет чуть-чуть нестандартно. Да, в этот раз я хочу подвести итоги не совсем привычным для вас способом. То есть сегодня я не буду очень подробно разбирать наши результаты по КБУ и доходам. Почему я не хочу этого делать? Ну, причин по-крупному 3. Первое. Ну, во-первых, подведение итогов 2022 года уже прошли в рамках собрания подразделений, и повторять многие вещи просто, наверное, не имеет смысла. Вторая причина. При детальном погружении в результаты по КБУ и доходу из фокуса пропадает клиент. И это при том, что именно клиенты являются главным приоритетом компании. Ну и третье, это по своей сути показатель КБУ и доход, это просто те вещи, которые мы должны измерять. И они не должны являться самоцелью. Эти показатели являются отражением того, как мы работаем с клиентами, как мы умеем видеть и закрывать их потребности. Я думаю, здесь вы согласитесь со мной. Но тем не менее, сказать несколько слов о итогах работы по двум вышеназванным проектам я считаю необходимым. Давайте я вам напомню еще раз эти проекты. Проект 1 – доход компании 2022. Цель – в 2022 году на расчетные счета компании поступили средства в размере 100 и более процентов к уровню 2021 года. И второй проект КБУ 2022, его цель – это ВКСП РИЦ на указанные даты, обеспечивает платеж в КЦ, рассчитанный с применением КБУ не более единицы. Хочу акцентировать внимание, вот что касается первого проекта «Доход 2022». Я не говорил в прошлом году о необходимости роста дохода. Для нас было главное сохранить доход. Я говорил о том, что в текущих реалиях это уже было бы очень хорошим результатом. И именно на этой задаче весь 2022 год у нас был основной фокус. Хочу обратить внимание на то, что те цели, которые мы поставили в рамках этих проектов, были для нас действительно вызовами. Мы прекрасно понимали, что достичь их будет очень сложно. В какие-то моменты, если говорить честно, это казалось просто невозможно. Думаю, что вы все прекрасно понимаете, что это за моменты. Это начало специальной военной операции, постоянно усиливающее санкционное давление на нашу страну, полная непредсказуемость в экономике как следствие. Я думаю, все мы помним бешеный скачок инфляции в марте 2022 года, когда инфляция достигала 18%.
И никто ведь тогда не мог предположить, что будет дальше, как будут развиваться события. Но несмотря на все внешние факторы, которые вот нас окружали, довольно-таки негативные внешние факторы, мы не отказались от наших целей, определяли и реализовывали именно те задачи, которые могли дать нам необходимый результат в текущих условиях. Такой подход позволил нам грамотно расставлять приоритеты, использовать ресурсы, ну и что, конечно же, отразилось на наших результатах. Итак, давайте рассмотрим результаты по каждому из проектов. И несмотря на то, что все-таки основной фокус у нас был на проекте «Доход», начать я сегодня хочу именно с КБУ. Еще раз повторю цель проекта КБУ 2022. ВКСП РИЦ на 25 марта, 27 июня, 26 сентября и 26 декабря 2022 года обеспечивает платеж в КЦ, рассчитанный с применением КБУ не более единицы. Так как у нас в зале есть новые сотрудники, которым такие понятия, как КБУ, ВКСП, ничего не говорят, вначале я хочу традиционно напомнить, что это такое, что за ВКСП, что такое КБУ. Давайте напомню. ВКСП или весовое количество сопровождаемых пользователей – это основной показатель, измеряющий деятельность РИЦ в сети «Консультант Плюс». Почему данный показатель для нас важен? Потому что ВКСП – это, по сути, отражение того, сколько у нас коммерческих клиентов. Коммерческие не в том смысле, что они платят нам деньги, а в смысле того, что они сами зарабатывают эти деньги, которые нам платят. Они получают их из бюджета. И именно эта категория клиентов, она полностью самостоятельна в принятии решений о ведении бизнеса, в том числе решения о сотрудничестве с нами. Кроме того, ВКСП существенно влияет на одну из крупнейших статей наших расходов – это платеж в координационный центр. Значение нашего показателя ВКСП влияет на установление для нас со стороны координационного центра КБУ, коэффициента к базовым условиям. Если КБУ равен единице, то мы платим по базовым условиям. Если он больше или меньше единицы, то наш платеж, соответственно, или увеличивается, или уменьшается пропорционально значению КБУ. Для того, чтобы получать оптимальные финансовые условия со стороны координационного центра, нам нужно на конец каждого квартала достигать определенного значения ВКСП. Ну, давайте посмотрим результаты по данному проекту. Как мы видим из слайда, цели данного проекта по результатам ни одного из кварталов не были выполнены. По результатам первых двух кварталов мы были относительно близки к поставленным ориентирам, но результат третьего квартала существенно отбросил нас от нашей цели. Забегая вперед, скажу, что результат третьего квартала, он в большей части обусловлен тем, что мы не смогли договориться всего лишь с одним клиентом, который имеет филиальную структуру, что повлекло для нас большую потерю точек, ВКСП, ну и, конечно же, денег. Но это одни переговоры с одним руководителем у одного клиента. Да? Это я сейчас озвучил факты. Давайте посмотрим, в связи с чем получался такой результат. Чтобы достигать поставленную цель, нам необходимо было выполнить в 2022 году ряд задач. Давайте их вспомним. Первая задача – это сократить потери ВКСП 2022 года на 20% по сравнению с 2021 годом. Вторая – увеличить регистрацию ВКСП за счет продаж на сопровождаемом рынке на 20% к уровню 2021 года. И третье – увеличить регистрацию ВКСП за счет продаж на потенциальном рынке на 10% к уровню 2021 года. Что получилось в результате? Что мы видим? Мы на 100% выполнили задачу по приросту ВКСП за счет продаж на сопровождаемом рынке, но при этом потеряли ВКСП на 40% больше, чем планировали, а приросли за счет продаж на потенциальном рынке на 13% меньше, чем планировали. Вот в принципе этим и обусловлено то, что мы не достигли поставленных целей по проекту КБУ. Сейчас я не буду погружаться, как всегда, в причины таких результатов. Хочу лишь сказать, что на совете руководителей компании все эти причины, причем и хороших, и не очень хороших результатов,
были выявлены и детально разобраны. Руководители департаментов, ответственных за вышеуказанные результаты, уже воздействуют на те факторы, благодаря которым можно или закрепить положительные тренды, или переломить негативные. Вместо погружения в причины я хочу акцентировать ваше внимание на том, что это значит – не выполнить цели по КБУ. Переведя на простой язык, это значит, что часть денег, которые мы с вами заработали в рамках первого проекта, который называется «Доходы 2022», мы вместо того, чтобы потратить их на какие-нибудь приятные вещи, ну, к примеру, закупить современную технику для сотрудников или выплатить премии, мы были вынуждены просто отдать эти деньги разработчику. Это вот одна сторона, да? Но есть и вторая сторона. Невыполнение цели по ГБУ говорит еще о том, что мы теряем в ВКСП больше, чем приобретаем. А за каждой потерянной единицей ВКСП скрываются коммерческие клиенты, которые, как вы помните, я сказал, самостоятельны в принятии решений. Да? Эти клиенты платят, вернее сказать, платили нам деньги. Да? То есть получается, что не выполняя цель по КБУ, у нас увеличиваются расходы на разработчика, и при этом сокращаются доходы. Вот в этом, по сути, вот в этом и есть суть данного показателя. И это, именно поэтому он был и останется в зоне нашего внимания. Давайте перейдем к результату проекта номер 1. Доход компании 22-го. Еще раз напомню, что цель этого проекта в 2022 году на расчетные счета компании поступили средства в размере 100 и более процентов к уровню 2021 года. Как видим из слайда, в 2022 году мы выполнили цель по доходу. Это действительно крутой результат в тех условиях, в которых мы находились. Доход компании в 2022 году на 4,3% превысил доход 2021 года. Это очень хороший результат. Мы смогли переломить падение дохода компании, которое наблюдалось уже несколько лет. Причем мы смогли сделать это в очень непростых условиях, в которых находились весь год. Для сравнения могу сказать, что в 2021 году тренд падения дохода еще наблюдался, хотя само падение дохода было небольшим и составляло 0,14% по сравнению с 2020 годом. Но тем не менее оно было. Основной источник дохода нашей компании – это проект «Консультант Плюс». Доля дохода от проекта «Консультант Плюс» составляет 96,3% от общего дохода компании. Поэтому в этот раз я не буду рассматривать доходы от других направлений, а буду говорить только о доходе от проекта «Консультант Плюс» как основного проекта, который приносит основную массу денег. Как видим из слайдов, в 2022 году ориентир по доходу от проекта «Консультант Плюс» выполнен на 102,5%. Это крутой результат. Но давайте посмотрим все-таки, что стоит за этой цифрой. Как видим из слайда, у нас есть определенные сложности со сбором дебиторской задолженности у отключенных клиентов. Но это объективно понятно, почему так происходит, потому что в 2022 году мы так и не взялись за настройку механизма получения задолженности от отключенных клиентов, а продолжали действовать привычными методами, отсюда такой, в принципе, и результат. О чем говорит то, что у нас есть отключенные клиенты с дебиторской задолженностью? Еще хочу подчеркнуть, что большая часть из этих клиентов все-таки существуют, продолжают вести свою деятельность и продолжают рассчитываться с другими поставщиками. Да? Я думаю, это говорит о том, что, во-первых, руководители таких клиентов не видят ценности в нас, в нашем продукте, а во-вторых, отношения с такими клиентами очень сложно назвать партнерскими, их скорее подходит слово потребительские. Ну, потребительские со стороны клиента по отношению к нам. Да? И такая ситуация, такие отношения с клиентами нас, конечно же, не могут устраивать. Что касается других составляющих дохода от проекта «Консультант Плюс», напомню, что мы ставили ориентир сохранить доход от оплаты текущих счетов, от оплаты авансов сопровождаемыми и потенциальными клиентами на уровне 2021 года. Вот такой у нас был ориентир. Как мы видим, с этими задачами мы справились. Авансы от сопровождаемых клиентов мы увеличили на 25%. Хорошо это или нет? С одной стороны,
аванс от сопровождаемого клиента – это некая гарантия того, что данный клиент останется с нами, ну, как минимум на период аванса. Но с другой стороны, мы должны понимать, что с таких клиентов мы уже не можем рассчитывать на поступление средств, пока действует этот аванс. Соответственно, увеличение авансов от сопровождаемых клиентов уменьшает текущие платежи от этих же клиентов, которые мы получаем ежемесячно. Это логично. Но при этом расходы они остаются прежними. Ну и в теории, подчеркну, в теории, может наступить такой момент, когда текущих платежей от клиентов не хватит на покрытие всех расходов. Это вот одна такая сторона. А с другой стороны, беря с клиента аванс, особенно длительный аванс, мы всегда осознанно рискуем из-за того, что не знаем, как будет вести себя инфляция. Ну а как она вела себя в 2022 году, ну, вы помните. Вот именно по этим двум причинам, которые я назвал, с авансами нужно быть аккуратно. То есть искусственно, осознанно растить количество аванса, я думаю, не стоит. Давайте двинемся дальше. Чтобы получать доход от проекта «Консультант Плюс» в нужном размере, нужно оказывать услуги, стоимость которых будет соответствовать ожидаемому доходу. Для того, чтобы мы могли получать деньги от клиентов за адаптацию и модификацию систем «Консультант Плюс», у нас должны быть заключены договоры с клиентами. Стоимость установленных у клиента систем, зафиксированная договором, называется стоимостью оказываемых услуг. Суммарная стоимость всех установленных систем у всех клиентов называется объемом оказываемых услуг в рублевом эквиваленте. И, соответственно, для того, чтобы получать определенный доход от клиентов, у нас должны быть заключены договоры с клиентами на определенную сумму. На основании этих договоров мы оказываем услуги, а клиент оплачивает их, тем самым обеспечивая нам доход. И для того, чтобы получить определенный доход, нам необходимо также влиять на объем оказываемых услуг. Простыми словами, это значит, нам нужно сохранять клиентов и системы, которые они сопровождают, то есть уменьшать финансовые потери. Также нам нужно увеличивать комплекты или снимать скидки у сопровождаемых клиентов. И третье, нам нужно заключать договоры с новыми, с потенциальными клиентами. Для этого в 2022 году в компании по проекту «Консультант Плюс» решались 3 задачи. Первое – это сократить финансовые потери по причине отключения, понижения сопровождаемых систем в 2022 году не менее чем на 10% по сравнению с 2021 годом. Вторая – сохранить цену информационных услуг за установленные в 2022 году системы, повышающие модули замены сопровождаемым клиентам на уровне 2021 года. И увеличить цену информационных услуг за установленные в 2022 году системы потенциальным клиентам более чем на 10% по сравнению с уровнем 2021 года. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Как мы видим из слайда, за 2022 год мы допустили финансовых потерь на 15% больше установленного ориентира. Увеличили объем на сопровождаемом рынке на 27% больше ориентира, а приросли на потенциальном рынке только на 87% от планового ориентира. Тем самым итоговый объем услуг по проекту «Консультант Плюс» составил 101,8% от планового ориентира. А плановый ориентир здесь, как и по доходу, практически равен уровню 2021 года. Хорошо это или нет, вот эти цифры? Безусловно, хорошо. В целом мы по объему выполнили плановый ориентир. В том числе и за счет этого нам удалось выполнить план по доходу. Вот эти два показателя, они очень сильно взаимосвязаны, как я уже сказал. Но хочу подсветить другую сторону медали. По данным Росстата, инфляция в России за 2022 год составила 11,94%. При этом объем услуг у нас увеличился на 1,8%, а доход в компании в целом на 4,3%. То есть, простыми словами, мы с вами не покрыли даже инфляционные потери. Да? Вот это такая небольшая ложка дегтя. Главное все-таки не в этом. Главное в том, что
нам удалось все-таки прекратить негативный тренд, остановить падение и объема услуг, и дохода. Теперь нам нужно выходить на другие цифры роста. Как это сделать? Конечно же, влияя на все составляющие объема услуг. Но особое внимание нужно уделять, конечно же, тому, что мы имеем. То есть сохранять клиентов. Приведу одну абсолютную цифру. За финансовыми потерями в размере 115% от планового ориентира скрывается сумма в 3 миллиона рублей. То есть мы потеряли клиентов и отключили систем ежемесячный платеж, за который составлял эти самые 3 миллиона. Ежемесячный платеж 3 миллиона. А представьте, если бы эти потери были в январе 2022 года. Да? В январе 2022 года мы потеряли клиентов и систем на 3 миллиона ежемесячного платежа. Если бы такая ситуация случилась, в год мы бы недополучили 36 миллионов. 3 умножить на 12. 36. Вдумайтесь в эту цифру. 36 миллионов рублей. Да? Это практически фонд оплаты труда компании за 7 месяцев. Это реально упущенные возможности такие. Просто подумайте. Кстати, сохранять клиентов и растить их, на мой взгляд, проще, чем привлекать новых. Почему я так думаю? Потому что в отличие от новых клиентов, с нашими сопровождаемыми клиентами мы уже сотрудничаем. Мы не ограничены во взаимодействии с ними. Мы их знаем, они нас знают. Нам нужно только смотреть на правильные вещи, делать правильные выводы и способствовать тому, что благодаря нашим продуктам и услугам клиенты могли принимать верные решения, которые бы способствовали достижению их целей. И если мы научимся так действовать, вернее, когда мы научимся так действовать, то нам не придется отрабатывать угрозы, доказывать, что наша цена соизмерима с ценностью, которую мы даем клиентам. И мы действительно тогда из поставщиков справочно-правовых систем превратимся для клиентов в настоящих партнеров. В партнеров, которых не просто ценят и без которых не представляют свою работу, но и с интересами которых также считаются. Начал уже говорить о клиентах. Перед тем, как продолжить, хочу вернуться еще раз к главному приоритету компании в 2022 году. Напомню его. Главный приоритет – клиенты. Действующий клиент, то есть сопровождаемый клиент, на сегодня это основной ресурс бизнеса. В приоритете есть очень интересное понятие клиента. Кто это? От понимания этого зависит очень многое. Ведь именно на клиентов должно быть направлено основное наше внимание, и именно работая с ними мы можем добиваться необходимых результатов. Отвечая на вопрос, кто же наш клиент, первое, что приходит в голову, что клиент – это организация в целом. То есть число наших клиентов при таком определении клиента равняется сумме наших контрагентов и точек обслуживания. Но что значит клиент равно организация? Это слишком размыто и непонятно. Что стоит за понятием организация? На кого направить наше внимание? На всех сотрудников или на избранных? Не ответить пока на этот вопрос. Второе, что приходит в голову, клиент – это наши пользователи. Юристы, бухгалтера, кадровики. Это близко. Не совсем так. Приведу один пример. Представим организацию, в которой установлен комплект систем, которыми пользуется юрист, а бухгалтер при этом не пользуется. Что получается? Юрист наш клиент, а бухгалтер нет? Тоже как-то не совсем логично. Чтобы понять, кто наш клиент, нужно ответить на вопрос, кто наиболее заинтересован в нас. Давайте поразмыслим. В наших системах, обзорах, подготовленных консультациях содержится информация, которая как-то используется внутри организации, с которой у нас заключен договор. Эта информация используется с конкретной целью. Она нужна для того, чтобы быстрее принять верное решение по возникшему вопросу. А верные решения, принимаемые на основе законодательства, позволяют избежать наступления правовых рисков,
которые могут иметь серьезные последствия как для определенного должностного лица, так и для организации в целом. Кто главный заинтересант того, чтобы в организации решения принимались быстрее, были верными, и эти решения способствовали достижению цели организации, причем с минимальными правовыми рисками? Ну, конечно же, руководитель организации, так как именно руководитель отвечает за функционирование организации, ее результаты и правовую безопасность. Вот вам и ответ. Получается, что наш клиент – это именно руководитель. И для того, чтобы его организация функционировала и достигала необходимых результатов, ему жизненно необходимо настроить работу так, чтобы в его организации решения принимались быстро, были верными, учитывали при этом все риски и возможности, которые несет законодательство, то есть были безопасны с правовой точки зрения. Кроме того, именно руководитель принимает решение голосовать за нас деньгами. И если он видит в нас просто поставщика справочника законодательства, да, ну о каком голосовании деньгами может идти речь в этом случае? Кстати, возникает вопрос, является ли нашим клиентом руководитель организации, которая нам не платит, за которую платит голова, наши любимые точки обслуживания, да? Конечно же, является, так как такой руководитель такой организации, он также отвечает за функционирование доверенной ему организации и за ее результаты. И заинтересован в том, чтобы в уверенной ему структуре решения также принимались быстро, верно и с учетом всех правовых рисков и возможностей, которые несет законодательство. Поэтому с такими руководителями также нужно работать, причем ничуть не меньше, чем с руководителями организаций, которые сами оплачивают наши услуги. Руководителя нет без организации, ну, как и организации без руководителя. Поэтому, говоря о том, что мы обслуживаем столько-то организаций, нужно всегда помнить о том, что у нас столько же клиентов-руководителей, с которыми нам необходимо работать. И то, что они на данный момент принимают решение сотрудничать с нами, к сожалению, пока не говорит о том, что они видят в нас нечто большее, чем просто поставщика справочника законодательства. Почему я так думаю? Ну, давайте попробую аргументировать. Давайте посмотрим, что у нас происходило с клиентской базой в 2022 году. Что мы видим? Мы видим, что мы теряем примерно 5% клиентской базы в год. Это при том, что действующий клиент на сегодня – это основной ресурс бизнеса. Если сгустить краски, то при сохранении такой динамики нашего клиентского ресурса хватит максимум лет так на 20, не больше. Здесь хочется отойти от процентов и озвучить абсолютные цифры. Что мы видим на слайде? Мы видим, что за 2022 год мы приобрели 80 новых клиентов, в то время как потеряли 151. Думайте столько. Руководители 151 организации не видели смысла в сотрудничестве с нами и приняли решение прекратить это сотрудничество. Ну, тут вы можете начать со мной спорить, говорить, что много объективных причин, таких как ликвидация, централизация и так далее. Да, согласен, такие причины, конечно же, присутствуют тоже. Поэтому давайте еще посмотрим на причины, по которым мы теряли клиентов. Причины на слайде. Давайте посмотрим на эти причины, но уже с пониманием того, что наш клиент – это именно руководитель. Да, объективные причины потерь есть. Ликвидировано 8% от потерянных организаций. Но тут мы ничего не могли сделать. 37% клиентов ушли от нас по причине экономии денег. Это как раз тот случай, когда у руководителя, как у лица, принимающего решение о сотрудничестве с нами, ценность, которую мы даем его организации, она несопоставима с ценой наших услуг. 32% клиентов перешли на конкурентов. Это очень похоже на то, что руководители таких клиентов понимают, что им нужен справочник законодательства. А с такой точкой зрения, что мы, что любой другой конкурент, для них в принципе одно и то же. Мы ничем не отличаемся. Есть, конечно же, и иные причины потерь, но они слишком разные
и анализировать их не имеет никакого смысла, потому что вот самые крупные, они у вас перед глазами. Отдельно хочу остановиться на конкурентах. Почему хочу остановиться? Потому что совокупная доля переходов на конкурентов, она растет из года в год. Для сравнения могу озвучить, что за 2021 год причина перехода на конкурентов также была на втором месте, но ее доля составляла 24%. А сейчас эта доля уже 32%. Вот поэтому я хочу более подробно остановиться на этой теме. Давайте посмотрим, какой у нас баланс при пересечении с конкурентами. На слайде информация представлена в двух разрезах. В первом, который находится наверху, это ситуации, когда клиенты покупают или наши продукты, или продукты конкурентов. А во втором, это нижняя табличка, это ситуации, когда параллельные клиенты отказываются или от наших продуктов, или, сохраняя нас, отказываются от продуктов конкурентов. Начну со второго. За 2022 год 4 параллельных клиента отказались от наших продуктов и остались с конкурентами. И 2 клиента отказались от системы конкурентов и остались с нами. Да, счет не в нашу пользу. Что касается первого разреза, на слайде мы видим, что ситуация не такая уж и веселая. За год 44 наших клиента приобрели системы конкурентов, в то время как за нас проголосовали 37 клиентов. И хотя итоговый баланс выглядит не таким уж критичным, вроде бы разница всего лишь 7 клиентов, очень напрягает абсолютная цифра переходов на конкурентов. Вот подумайте, 44 клиента, у которых есть реальная потребность в наших продуктах и услугах, не увидели разницу между нами и конкурентами. Вернее, не совсем так. Они эту разницу увидели, и эта разница заключается в цене, которая у конкурентов может быть в несколько раз дешевле, причем вот в 2022 году были случаи, когда конкуренты предлагали свои продукты в 10 раз дешевле нашей стоимости. Вот вам иллюстрация того, что для части клиентов, а надеюсь, мы все поняли, что клиент – это руководитель организации, и мы, и наши конкуренты всего лишь поставщик справочника законодательства и ничего более. И при таком взгляде на нас и на наши услуги основным критерием, конечно же, у руководителя будет цена. И мы в большинстве случаев при таком подходе будем проигрывать, это объективно. Хорошо или плохо это, то, что я вам рассказал? Здесь нельзя выставить никакую оценку. Это просто реальность, которую мы видим. Почему мы оказались в такой реальности? Потому что все наши действия и процессы на данный момент направлены не на клиента, руководителя организации, а на пользователя. И это по-честному, если быть честным, это работало очень долгое время. Да? Но сейчас такой подход вот наш, он уже начинает давать сбои. Ведь в текущих условиях руководители организаций при принятии решений стали больше уделять внимание цене, и если цена несоизмерима с ценностью того, что они получают, то и решения они будут принимать соответствующие. Как я уже сказал, все наши действия и процессы пока направлены не на клиента, руководителя, а на пользователей. На сегодняшний день мы не понимаем, как работать с руководителем, что мы можем ему дать, а из-за непонимания зачастую возникает страх. Мы просто не работаем с руководителем. Когда человек чего-то боится, он этого избегает, так и у нас. И то, что мы не работаем с руководителями, это не просто слова, это тоже факт. Почему я утверждаю, что это факт? Приведу всего лишь 2 примера. Первый пример. В 2022 году был проведен ряд встреч с сотрудниками сопровождения. На этих встречах мы погружались в проблемы и задачи, которые наши сотрудники решают в организациях наших клиентов. Так вот, оказалось, что в большинстве случаев вся наша работа направлена на обычных пользователей. Причем даже неважно, ключевые они или рядовые. А руководители, если изредка и встречались в задачах, в проблемах, то только тогда, когда нужно было перезаключить договор.
Повторюсь, это не критика, не воспринимайте это как критика. Это констатация факта, и она действительно отражает те сценарии, по которым мы работали многие годы. Второй пример. В конце 2022 года в связи с 30-летием компании мы запустили проект «Благодарственное письмо клиенту». Эта благодарность за сотрудничество была направлена именно на руководителей организации. Какую обратную связь мы получили? Что мы увидели? Две крупные вещи. Во-первых, во многих случаях визит с благодарностью к руководителям одновременно являлся и визитом знакомства. То есть сотрудник первый раз познакомился с руководителем. Во-вторых, руководители часто озвучивали то, что наш продукт и услуги – это не для них непосредственно, а для их сотрудников. Хорошо то, что при этом многие руководители все-таки говорили о том, что они знают, что сотрудникам это необходимо. Плохо то, что под словом «это» они подразумевали система «Консультант Плюс». То есть в сегодняшних моих терминах, как я уже говорил, справочник законодательства. Понимаете, что это значит для нас в перспективе? Вот просто подумайте. Проект «Благодарственное письмо клиенту» не только подсветил вышеназванные вещи. Я верю, что от этого проекта мы получили огромную пользу. В чем вот эта польза заключается? Она заключается в том, что, выражая благодарность нашим клиентам, руководителям, и получая от них положительную обратную связь, слова благодарности за сотрудничество, мы увидели, что наши клиенты-руководители тоже люди, у которых есть свои рабочие проблемы, которые мы, кстати, в состоянии помочь решить, с которыми можно взаимодействовать, причем не только по вопросам перезаключения договора, но и для того, чтобы принести реальную пользу. Важно понимать, что нельзя взять и делать привычные нам вещи, но уже с руководителями. Это было бы вообще замечательно, если бы можно было так сделать. Но, к сожалению или к счастью, сделать этого нельзя. Почему? Потому что интересы, проблемы, потребности руководителей и сотрудников тех, с кем мы умеем работать и привыкли, они не совпадают зачастую. Соответственно, то, как мы работаем с сотрудником, по большей части оно неприменимо для руководителей. Соответственно, нам нужно что-то новое. Что же нам нужно делать для того, чтобы переориентировать свои действия и процессы на клиентов, руководителей и кардинально поменять ситуацию? Давайте вернемся к тому, о чем я уже говорил. Наш клиент – это руководитель организации, отвечающий за ее функционирование и результат. В чем он заинтересован, как лицо, отвечающее за функционирование организации и ее результата? В том, чтобы в его организации решения принимались быстро, были верными и при этом учитывали все риски и возможности, которые несет законодательство. Что мы можем, что мы должны делать для этого? Мы должны создавать в его организации условия для быстрого принятия верных решений с учетом рисков и возможностей. Мы должны помогать ему управлять правовыми рисками через настройку и поддержку системы правовой безопасности в его организации. Как мы это должны делать? Во-первых, мы должны сами доверять клиенту и сделать так, чтобы нам доверяли, чтобы чувствовали себя в безопасности при взаимодействии с нами, чтобы видели, что нам не все равно, что мы заинтересованы не только в выполнении своих задач, но и в проблемах и результатах клиента. То есть мы должны действовать на основании безопасного, доверительного и ответственного партнерства. Во-вторых, мы должны видеть в клиенте руководителя прежде всего человека с его уникальными особенностями, потребностями, задачами. Также мы должны видеть и его организацию, которой он руководит, понимать ее уникальность. И в-третьих, мы, конечно же, должны быть мастерами своего дела и при этом постоянно повышать свою экспертность. По-другому не получится. Наша цель в 2023 году – это настроить работу с клиентом-руководителем так, чтобы давать клиенту-руководителю именно то, что я озвучил выше. Как мы поймем, что мы двигаемся в правильном направлении, что у нас получается реализовать то, что мы хотим?
Помните, в начале встречи я говорил вам, что показатели КБУ и доход по своей сути – это то, что мы должны измерять. Они не должны являться самоцелью, и эти показатели – это отражение того, как мы работаем с клиентом, как мы умеем видеть и закрывать их потребность. Так вот, именно эти показатели помогут нам понять, как мы двигаемся к нашей цели. Для себя мы определили следующие ориентиры. Если мы в 2023 году выйдем на КБУ, который будет равен единице, увеличим объем оказываемых услуг на 5,1%, что позволит нам увеличить доход, получаемый компанией от проекта «Консультант Плюс» на 4,5% по сравнению с доходом 2022 года, то мы сможем с уверенностью сказать, что мы движемся в правильном направлении и хорошими темпами. Сделать такие показатели привычными способами не получится. Мы сильно просели в начале года. Для того, чтобы этого достичь, нам действительно придется перестроить работу с клиентами. Еще раз повторю, что именно в этом заключается главная цель компании на ближайшее будущее. Это очень сложно, но я верю, что у нас получится. Почему я уверен в этом? Потому что мы способны достигать крутых результатов, когда на чем-то фокусируемся. И это не просто слова, эти слова легко подтвердить фактами. Чтобы это доказать, на самом деле не нужно ходить далеко в историю, достаточно посмотреть на прошлый год. Весь год у нас в фокусе был доход компании. И мы действительно смогли достичь очень крутого результата. И таких примеров, на самом деле, можно привести множество. Мы способны на многое. Главное двигаться вместе, с полной отдачей и не бояться трудностей. Я в нас верю. Спасибо. Коллеги, объявляем перерыв 20 минут. Можно будет перекусить, и через 20 минут ждем всех вместе. А во сколько? Вот нет у меня. Сколько сейчас? В 40 минут. В 11:40.
Раз. Еще не 40? Да, добрый день, коллеги, еще раз. В своем докладе я затрону вопросы, которые касаются персонала компании и ее сотрудников. Подведу итоги по результатам работы в 2022 году в этом направлении, расскажу о том, что сделано в области персонала компании. Обозначу направление работы по области на 2023 год. В 2022 году мы планировали продолжать работу над ростом продуктивности сотрудников, работать над ростом квалификации сотрудников производственных подразделений, актуализировать знания сотрудников производственных подразделений по основному продукту компании, обучить сотрудников, которые осуществляют продажи по курсу продаж, и продолжить работу по увеличению дохода сотрудников через поощрение роста результативности личной и результативности подразделения, когда фокус на продукте, который надо выдавать на посту, и на результате, это сколько должно быть продукта и какого качества. Клиенты компании – основной ресурс бизнеса, об этом уже говорил Вячеслав Николаевич. Вот сотрудники компании – это главная ценность компании, потенциал его развития, кладезь опыта, источники новых идей и роста эффективности. Компания – живой организм, она растет, меняется, набирается опыта, учится, живет. То есть как в любом живом организме в ней происходят изменения, и это нормально. Какие движения происходили с персоналом нашей компании в 2022 году? По численности персонала. В общую численность персонала компании входят сотрудники: консультант плюс коми, консультант плюс ухта, консультант плюс воркута, консультант плюс печоры и консультант усинск, которые работают или работали в компании в течение 2022 года, ну вообще в течение года. Сотрудницы, которые находятся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком. Средняя численность персонала рассчитывается следующим образом. Ежемесячная численность, общая численность персонала по всем юридическим лицам за каждый месяц, сложенная и деленная на 12, количество месяцев в году. В 2022 году общая численность персонала компании 127 человек, в том числе количество сотрудников, находящихся в длительных отпусках, 16 человек, и средняя численность персонала, то
то есть фактически работающих сотрудников компании, 111 человек. Таким образом, среднесписочная численность сотрудников компании в 2022 году сохранилась 100% к среднесписочной численности сотрудников в 2021 году. Как двигался персонал компании в течение 2022 года? Движение персонала – это прием новых сотрудников, увольнение сотрудников, выход сотрудниц в отпуск по беременности и родам по уходу за ребенком и возвращение из отпуска по уходу за ребенком. Давайте посмотрим вместе на данные движения персонала. В количество сотрудников, уволенных или вышедших в декретный отпуск или отпуск по уходу за ребенком в 2022 году вошли 4 сотрудницы, которые вышли в отпуск по беременности и родам. В 2021 году таких сотрудниц у нас не было. И 24 сотрудника, которые уволились из компании. В 2021 году уволившихся было 29. А вот в перечень причин увольнения сотрудникам в 2022 году входят в порядке убывания: окончание срочного трудового договора, смена места работы, соглашение сторон и переезд в другой город. Показатель количества сотрудников, уволенных или вышедших в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком в 2022 году ниже на 3%, чем в 2021 году. Есть еще показатель текучесть кадров. Текучесть кадров – это процесс потери работников организации в связи с увольнениями по разным причинам. Он рассчитывается как отношение уволенных сотрудников к их среднесписочной численности. Так вот, показатель текучести кадров в 2022 году сократился на 30% по сравнению с показателем 2021 года. При этом в 2022 году сохраняется высокий показатель миграции персонала практически во всех отраслях экономики и регионах Российской Федерации. В том числе растет число вакансий и соискателей на дистанционный режим работы. Как следствие, есть общий отток специалистов из регионов Российской Федерации в крупные города и в крупные города. У нас же текучесть кадров в 2022 году сократилась по сравнению с 2021 годом. Из этого можно сделать вывод, что наша компания в 2022 году на рынке работодателей стала крепче и стабильней. От чего зависит рост численности персонала? От количества открытых вакансий и количества фактически принятых сотрудников. Количество открытых вакансий в 2022 году в компании уменьшилось на 8% по сравнению с 2021 годом. Количество вновь принятых сотрудников, в том числе, которые вышли из отпуска по уходу за ребенком, в 2022 году сократилось на 15% по сравнению с 2021 годом. Прокомментируем. Мы не торопимся открывать новые вакансии после увольнения сотрудника, и для этого есть причины. Во-первых, остается тенденция к уменьшению количества клиентов, а значит, объем работы клиентов уменьшается. При этом средний чек клиента растет медленнее, чем инфляция, а это серьезное ограничение для обеспечения необходимого размера фонда оплаты труда. Во-вторых, уже несколько лет мы ведем работу по оптимизации рабочих процессов и настройке работы с клиентами по-новому. Как следствие, часть функционала перераспределяется между другими сотрудниками и подразделениями. Такой подход позволяет нам как сохранять, так и увеличивать доход сотрудников. Рост дохода сотрудников – одна из наших приоритетных задач. В-третьих, увеличились сроки поиска персонала и закрытия вакансий. Мало соискателей соответствуют нашим требованиям, они высокие, действительно. И некоторые вакансии удается закрыть не раньше, чем через 5-6 месяцев после их открытия. Выводы по численности и движению персонала. Численность персонала за 2022 год осталась на уровне 2021 года. Это говорит о том, что на сегодняшний день в компании количество сотрудников близко к оптимальному. В 2022 году текучесть кадров в нашей компании сократилась на 30% по сравнению с показателем 2021 года. То есть реально сократилось количество увольнений по разным причинам.
И в 2022 году показатель стабильности персонала улучшился на 4% по сравнению с показателем 2021 года. Стабильность персонала – это постоянство состава работников организации. Общий вывод – компания здорова и устойчива была и остается привлекательным работодателем на рынке Республики Коми. А теперь перейдем к результатам 2022 года по области персонала. Вот над чем мы планировали работать и по каким вопросам продвинулись в 2022 году. Нам надо было обеспечить возможность увеличить уровень дохода сотрудников за счет роста индивидуальной продуктивности и результативности. Ориентиром для оценки результата мы определили, что средний доход сотрудников в 2022 году должен быть не меньше, чем в 2021 году. И вот здесь нет противоречий. Как вы помните, в конце 2021 года каждому сотруднику компании была выплачена премия в размере среднемесячного дохода за 2021 год. И рост средней заработной платы за 2021 год составил 19% по сравнению с 2020 годом. Расходы по заработной плате – это постоянные расходы компании. И для обеспечения выплаты выросших доходов сотрудников необходим рост дохода компании. Поэтому задача по сохранению уровня доходов сотрудников на 2022 год – это очень сложная задача. Вторая задача – обеспечить рост результативности за счет роста квалификации сотрудников производственных подразделений, актуализировать знания сотрудников производственных подразделений по основному продукту компании, обучить сотрудников, которые осуществляют продажи по курсу продаж. Давайте посмотрим, что было сделано и какие результаты мы получили по задачам, поставленным в области персонала компании. Доход сотрудников. В 2022 году стояла задача сохранить доход сотрудников на уровне 2021 года. При этом обеспечить возможность растить доходов сотрудников при условии роста их индивидуальной продуктивности и результативности. При подготовке решения об индивидуальном росте дохода сотрудника мы обращаем внимание в первую очередь на сотрудников, у которых видим рост продуктивности и результативности, рост экспертности, когда сотрудник демонстрирует и подтверждает результатами работы свой профессиональный рост, то есть выполняет самостоятельно более сложный, чем раньше функционал или более сложные задачи. Сотрудник берет на себя ответственность за выполнение дополнительного функционала на постоянной основе, функционала, который он до этого не выполнял. Но при этом, конечно, свой функционал у него остается. Давайте посмотрим, с чем мы столкнулись в 2022 году, что нам удалось сделать в этом направлении и как это отразилось на доходах сотрудников компании. В феврале 2022 года началась специальная военная операция. Были введены санкции, которые очень серьезно повлияли на ситуацию в стране, в республике и, конечно, в компании. Вырос риск потери клиентов, а значит и риск падения дохода компании. Произошел резкий рост инфляции, как следствие падения уровня жизни сотрудников. Практически каждый сотрудник столкнулся с новыми проблемами. Для стабилизации ситуации уже с мая в компании начала действовать антикризисная программа премирования сотрудников, которая гарантировала премию каждому сотруднику компании за отработанные дни при условии достижения нужного показателя дохода компании. Эта программа действовала 8 месяцев, а ежемесячные результаты по собранному доходу позволили выплачивать премию по итогам 6 месяцев. Что же еще было реализовано в компании в направлении роста дохода сотрудников в 2022 году? Увеличение МРОТ, минимального размера оплаты труда. В компании есть сотрудники с окладом равным МРОТ, и есть сотрудники с издельно-премиальной оплатой труда, у которых выросла гарантированная часть оплаты, а система премирования осталась такой, какая была. Также объективно выросла продуктивность и результативность части сотрудников в производственных подразделениях при существующих системах премирования, и, соответственно, их доход тоже вырос. Есть сотрудники, которые в 2022 году серьезно повысили уровень своей результативности, что сказалось на росте их премий. В течение года действовали дополнительные системы денежного премирования сотрудников производственных подразделений, направленных на рост ВКСП, а значит снижение платежа в КЦ, и на рост платежа от каждого клиента при перезаключении договоров на 2023 год.
Также в 2022 году у 8% сотрудников рост дохода произведен вместе с добавлением функционала или изменением уровня ответственности поста. Это в 2 раза больше, чем в 2021 году таких сотрудников. В 2022 году у 20% сотрудников рост дохода произошел как следствие роста их экспертности, которая способствовала росту результативности, а в некоторых случаях и расширению функционала. Вот этот показатель в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Также была смена поста и выход сотрудников на работу на полный рабочий день. Все эти действия повлияли на показатели компании по доходу сотрудников. А таких показателей 2 – средняя выплаченная заработная плата и изменение среднего фактического дохода сотрудников. Средняя заработная плата на руки – это то, что сотрудник получил на руки после вычета всех налогов, то есть то, что компания перечислила сотруднику на его личный счет. В 2022 году средняя выплаченная заработная плата в компании выросла на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Теперь посмотрим, как изменился показатель средний фактический доход сотрудников в 2022 году. Как рассчитывается этот показатель? Что мы берем к подсчету? В расчет попадают данные по доходу сотрудников, которые работали в компании и в 2021, и в 2022 годах. В случаях, если сотрудник работал не полный год, мы анализировали его данные за аналогичный период года с меньшим числом отработанных дней. Разовые выплаты, такие как выплаты по беременности и родам, мы в расчет не брали. Изменение среднего дохода сотрудников компании. В 2022 году фактически средний доход сотрудников вырос на 7% по сравнению с 2021 годом. Выводы по доходу сотрудников. В 2022 году нашей целью было сохранить средний доход сотрудников на уровне 2021 года, а фактически мы достигли роста по 2 показателям. Средняя выплаченная заработная плата выросла на 6%, а фактически средний доход сотрудников вырос на 7%. Эти результаты мы смогли обеспечить, так как общие цели компании по доходу были достигнуты, а все расходы компании оставались под контролем. Для компании заработная плата сотрудников – это ежемесячный расход, выплату которого компания обязана обеспечить. Поэтому работу по росту дохода мы можем продолжать при условии, что у компании для этого есть ресурсы. Мы, руководители, со своей стороны делаем все возможное, чтобы такие ресурсы были для роста доходов сотрудников. Кстати, за последние 5 лет доход компании упал на 5%, а фактически средний доход сотрудников вырос на 45%. Серьезная разница. Эффективность персонала. Задача, которая стояла на 2022 год по эффективности персонала. В 2022 году необходимо обеспечить рост результативности за счет роста квалификации сотрудников производственных подразделений. Необходимо актуализировать знания сотрудников производственных подразделений по основному продукту компании и обучить сотрудников, которые осуществляют продажи по курсу продаж. И еще одна задача появилась в течение года, когда была объявлена СВО, а позже частичная мобилизация – это задача сохранить работоспособность сотрудников в связи с эмоциональными потрясениями в стране и мире. Что в 2022 году было сделано по обучению сотрудников и как изменилась их квалификация? Как я уже говорила, в феврале 2022 года началась СВО, были введены санкции, которые очень серьезно повлияли на ситуацию в экономике. Высокими темпами стал расти прейскурант КЦ, выросли риски недополучения нами дохода по текущим договорам. Появилась острая необходимость научить сотрудников, работающих с клиентами, отрабатывать высокую текущую индексацию и изменения в условиях договора, а также предстоящий скачок цен при перезаключении договоров на 2023 год. Были оперативно подготовлены обучающие занятия, а сотрудники обучены по курсам: отработка возражения, спин-продажи, ценовая политика, индексация цены на 20%, страховочный пункт в договоре. В 2022 году сотрудники производственных подразделений, работающих с клиентами, также были обучены по новшествам «Консультант Плюс». Таких занятий было 22, новшеств, конечно, намного больше. По конкурентам 3 занятия было.
Курс «Эффективное общение» прошли сотрудники компаний-партнеров. Показатель обученности в 2022 году составил 97%. Обученный сотрудник – это сотрудник, который прошел обучение и контроль знаний после обучения. Показатель обученности – это отношение обученных сотрудников к количеству сотрудников, которые должны были пройти обучение. Эффективность обучения подтверждают высокие результаты отработки индексации цены при перезаключении договоров с клиентами в течение 2022 года и на стыке 2022-2023 годов. 8 СИО перезаключили договоры с клиентами на 2023 год с высокими личными результатами. Молодцы! По задаче сохранения работоспособности сотрудников в связи с эмоциональными потрясениями в стране и мире были проведены встречи, беседы лидера компании Елены Владимировны с сотрудниками, сотрудницами, сотрудниками. Помните, да, по мобилизации? Действительно, всех очень так потрясывало. Эти встречи позволили сотрудникам немного успокоиться и переключить свой фокус внимания с переживания о том, что они не могут изменить, на то, на что они точно могут повлиять. А это всегда собственная работа, ну и результат компании. Кроме встреч, большую роль в стабилизации эмоционального состояния коллектива сыграло объединение всех сотрудников вокруг задачи по доходу, по сбору дохода с последующим премированием. Руководители постоянно фокусировали сотрудников на задачах, которые нужно делать, чтобы достичь нужного результата. Давайте посмотрим, каких еще результатов мы достигли в области эффективности персонала в 2022 году. Область эффективности персонала компании, кроме обучения сотрудников, включает этику персонала, которая направлена на создание благоприятной рабочей и эмоциональной среды в коллективе, и поощрение и вознаграждение сотрудников, которые направлены на рост продуктивности и результативности сотрудников, а также на справедливую в рамках компании систему оплаты труда сотрудников. По этике персонала. Каждый наш сотрудник является специалистом или экспертом в своей области деятельности и частью большого коллектива компании. Умение взаимодействовать с людьми, сотрудниками, коллегами, клиентами, партнерами положительно влияет на продуктивность и эффективность каждого сотрудника в отдельности и всей команды в целом. Внутренние конфликты, недоговоренности, незнание правил – это то, что мешает двигаться, достигать нужных результатов. Задача этики – создать среду с высоким уровнем доверия и заинтересованности друг в друге, где сотрудники реализуют свой профессиональный потенциал, действуют на основе партнерства с эффектом синергии, а не разделения. В 2022 году была проведена работа по этике с 24 сотрудниками компании. В 71% случаев удалось разрешить конфликты внутренние или внешние, повысить продуктивность и работоспособность сотрудников или подразделений. Поощрение и вознаграждение сотрудников. Поощрение и вознаграждение сотрудников отвечают за рост продуктивности и результативности сотрудников, а также за справедливую в рамках компании систему оплаты труда. Прошедший 2022 год был юбилейный для компании. В 2022 году было актуализировано положение о корпоративных наградах и поощрениях, введены в систему наград и поощрений новый вид высшей награды компании – платиновый танграмм, и новый вид поощрения – ценный подарок от основателя компании. В 2022 году награды и поощрения получили в общей сложности 43 сотрудника компании. Это 40% почти. В том числе 15 сотрудников получили высокие ведомственные награды и поощрения, 14 сотрудников получили награды и поощрения Координационного центра, 34 сотрудника получили награды и поощрения компании. В 2022 году велась работа по влиянию на систему оплаты труда и денежного вознаграждения. Разработана и внедрена антикризисная программа премирования сотрудников на 2022 год. Реализованы срочные программы стимулирования продаж ВКСП для сотрудников производственных подразделений. Реализована программа по стимулированию и поощрению роста платежа клиента при перезаключении договора на 2023 год. Актуализирована действующая программа премирования сотрудников отдела продаж. В
Выводы по эффективности персонала. В 2022 году мы хорошо продвинулись по задачам роста квалификации персонала, хотя задача по обучению сотрудников продукту компании и по курсу продаж выполнена не полностью. В 2023 году обучение будет продолжено, а для этого необходимо завершить обучающий курс, внести все необходимые изменения и продолжать обучение. В 2022 году мы сохранили высокую работоспособность коллектива, несмотря на эмоциональные потрясения в стране и в мире. Также в 2022 году работа по этике показала высокий результат. Более 70% ситуаций разрешено с ростом продуктивности и эффективности для сотрудников, их подразделений и компаний. В 2022 году достигнут высокий показатель по награждению сотрудников компании наградами и поощрениями разных уровней значимости, от наград компаний до поощрений ведомств федерального значения. Такая оценка подтверждает высокий уровень экспертности и профессионализма сотрудников компании, укрепляет репутацию компании на внешнем рынке, повышает ее капитализацию и престиж как работодателя. В 2022 году реализовано несколько новых проектов, цель которых – премирование сотрудников при достижении нужного для компании результата. И тут мы видим рост дохода сотрудников, и он связан с ростом нужного для компании результата. В общем, показатель эффективности персонала в 2022 году вырос на 3% по сравнению с 2021 годом. Эффективность персонала рассчитывается так. Доход компании, деленный на количество фактически работающих сотрудников. То есть эффективность каждого сотрудника в 2022 году в среднем выросла еще на 3% по сравнению с эффективностью в 2021 году. Это при том, что ежегодный рост эффективности мы наблюдаем последние 5 лет. Каждый год у нас эффективность растет. Это отличный результат при условиях, когда доход компании растет медленнее, чем инфляция, а средняя численность персонала остается не меняется, да, так скажем. Но мы хотим большего. И сейчас надо выходить на новый уровень эффективности персонала и эффективности компании. И поверьте, для нас это возможно. Верите в это? Все молчат. Коллеги, вот смотрите, в 2022 году мы достигли роста всех показателей по области персонала компании. Выросла средняя выплаченная заработная плата, фактически средний доход сотрудников, показатель эффективности персонала. А ежегодная динамика роста этих показателей положительная последние 5 лет всех показателей. Растет каждый год, показатели растут. Как нам это удается, спросите вы? Как? Это возможно, потому что мы действовали и действуем на основе принципов. Принципы работы с персоналом. Максимальная реализация потенциала каждого сотрудника на своем рабочем месте. Когда человек находится на своем месте, он реализует свой потенциал, достигает успеха, стремится получить максимальный результат, счастлив и здоров. При найме мы ищем людей, этика которых подходит компании, и тех, кто любит то, чем он занимается, работает с удовольствием и профессионально подходит к своему делу. Необходимо, чтобы каждый производил качественный продукт и выдавал максимально возможный результат. Мы помогаем сотруднику настроить или откорректировать то, что не позволяет производить качественный продукт или получать высокий результат. Когда человек достигает высоких результатов, он чувствует себя успешным и востребованным. Это очень важно. Потенциал и интересы действующих сотрудников всегда учитываем при перемещении или изменении функционала. Для развития потенциала сотрудников вовлекаем их в проекты компании, наделяем сотрудников дополнительными ответственностью и полномочиями. Второй принцип – гармоничный коллектив. Наш коллектив – это коллектив единомышленников, людей, близких по ценностям и этике. При поиске нового сотрудника первое требование, чтобы человек подходил к компании по этике, разделял ее базовые принципы, мог естественно влиться в наш коллектив. При принятии управленческого решения, которое касается какого-либо сотрудника, или при разработке корпоративного мероприятия, где должна участвовать группа сотрудников, всегда учитываются интересы компании и группы в целом, не единичные интересы. В
В компанию мы берем людей, которые подходят по корпоративной культуре и которые по своим качествам и этике впишутся в наш коллектив. Мы ценим каждого действующего сотрудника, знаем его личные особенности, понимаем потенциал и учитываем это при принятии решений и осуществляя текущую деятельность. Мы отслеживаем динамику изменений у всех наших сотрудников и обсуждаем с сотрудниками необходимость изменений на текущем посту, возможные перемещения или изменения действующего функционала с учетом интересов двух сторон – компании и сотрудника. Ну а если сотрудник решил уволиться, мы удерживаем его, если он все еще является носителем нашей корпоративной культуры, и его потенциал и волевые качества будут полезны компании, а условия его удержания не влекут негативные изменения для компании и других сотрудников. Мы не стремимся удерживать в компании тех, кто ставит личные интересы выше интересов компании или по каким-либо причинам перестал разделять ценности компании. Еще один принцип – здоровый коллектив. Залог получения нужного для компании результата – это здоровый коллектив. Люди должны быть физически, психологически здоровы. Поэтому в компании действуют бизнес-процессы, выстроенные с учетом здравого смысла, отслеживание состояния самочувствия сотрудников, психологическая помощь и поддержка непосредственного руководителя или поддержка специалиста службы этики. Наши принципы работы с персоналом – это отражение того, что мы из себя представляем, нашу суть, можно сказать, ДНК компании. И в этом тоже есть огромный потенциал для роста и развития компании и нашего продукта. Это наши сильные компетенции. Их можно и нужно применять в работе и с клиентами тоже. Все наши знания, умения, силы и волю мы направим на внедрение изменений в работе с клиентами уже в 2023 году. В 2023 году мы будем учиться видеть клиента как уникального человека и неповторимую организацию. Будем учиться выстраивать доверительное партнерство с клиентами. Будем набираться опыта и растить мастерство в качественных коммуникациях с клиентами, повышать свой уровень знаний по тем инструментам и продуктам, которые предоставляет наша компания клиентам. Мы будем предоставлять клиенту наши продукты и сервисы, основываясь на наших ценностях и принципах. Это серьезное конкурентное преимущество, потому что такого потенциала нет ни у кого, кроме нас. Коллеги, готовя свой доклад, я перечитывала книгу «Путь художника» Джули Кэмерон. Это книга своего рода учебник по раскрытию творческих способностей. И меня зацепила одна цитата про защитную реакцию учеников. Она звучит так. «А знаете, сколько мне будет лет, когда научусь по-настоящему играть на фортепиано? Знаю, ровно столько же, сколько вам будет, если вы не научитесь». А вот я перефразировала ее в контексте компании. А знаете, сколько пройдет лет, когда мы научимся видеть каждого клиента как уникального человека и неповторимую организацию, выстраивая с ним партнерские отношения? Знаю, ровно столько же, сколько будет, если мы не научимся. Но зато какая это будет компания, если мы будем так действовать. Спасибо за внимание. Ну что, коллеги, как вы сегодня? Так, хорошо будет слышно. Как настроение? Я по традиции завершаю наше собрание. Такое ощущение, что меня много. Хорошо. Решила на собрании очередном новый имидж себе организовать. Ну что, по традиции завершаю. Буду говорить о вещах более общих. Спасибо моим коллегам. Сегодня, по-моему, были очень понятные, человечные доклады такие, да? Как считаете? Да, грустно. Грустно что-то, да? Сегодня мои коллеги показали вам картину того, как мы отработали 2022 год, а сотрудники, которые показали лучшие результаты за прошлый год, получили свои заслуженные награды. Я же хочу вам показать еще более масштабный взгляд и на прошлое компании, и на ее будущее.
Я покажу крупные закономерности сегодня и логику наших действий и решений, и обозначу, куда мы примерно будем двигаться дальше. Но для начала давайте внесем ясность в понятие «клиент». Вячеслав Николаевич уже немного об этом сегодня говорил. У нас с вами получился хороший разговор в моем канале в Telegram. Там было интересное обсуждение, однако точку в дискуссии мы так и не поставили. Вячеслав Николаевич немного приоткрыл, да, сегодня уже завесу. Наша компания работает на рынках B2B или business-to-business, то есть бизнес для бизнеса. И еще один рынок, на котором мы работаем, это B2G или business-to-government, или по-другому, ну, в переводе на русский, да, бизнес для государства. Вот два наших таких, две области, где мы работаем. И это значит, что наша деятельность направлена на организации, а не на физических лиц. Клиент в широком смысле для нас – это организация, которая пользуется нашими услугами. И здесь у нас с вами в обиходе есть два таких странных слова. Контрагент, то есть организация, которая сама оплачивает наши услуги, и точка обслуживания, то есть организация, за которую наши услуги оплачивает другая организация. Да? И я сказала странные слова, да, и странные эти слова не потому, что со словами что-то не так, а странные потому, что мы почему-то делаем большое различие в том, как мы работаем с ними, с теми и с другими. Хотя с точки зрения их ожиданий от нас и с точки зрения наших обязательств перед ними никакой разницы между этими двумя видами организаций нет и не должно быть. Поэтому с этого момента я официально запрещаю эти слова к употреблению в нашей компании. Мы называем все организации, которые работают с нами, клиентами с большой буквы «К». И, надеюсь, мы об этом договорились с вами и дальше будем придерживаться этого правила. Исключение из этого запрета делаю только для департамента финансов и только для слова «контрагент», потому что все-таки оно используется в бухгалтерском учете, как ни крути. Итак, клиент для нас – это конкретно юридическое или физическое лицо, с которым заключен договор на наши услуги. Это клиент в широком смысле. Клиент в узком смысле – это человек, чья нужда или потребность закрываются нашими услугами. Иногда клиента в узком смысле называют в маркетинге потребитель или целевая аудитория. И вот в этом вопросе как раз мы и не поставили с вами точку. Напомню, что мнения в Telegram разделились примерно поровну между двумя вариантами. Между вариантом руководитель организации и вариантом сотрудник, выполняющий целевые функции в организации. Сегодня внесем ясности в этот вопрос тоже. А пока я сделаю важный акцент. Понятие «клиент» в широком смысле, то есть организация, мы будем использовать для управленческих целей и для внешнего мира. Например, будем подсчитывать, сколько у нашей компании клиентов и организаций для анализа своей деятельности или для публикации этих данных на сайте или, например, в материалах для закупок. Для внутренней работы будем преимущественно использовать клиент в узком смысле, то есть человек в организации и клиенте. Надеюсь, разобрались с этой частью. А теперь перехожу к тому, о чем хотела с вами поговорить, и предлагаю немного оглянуться назад в историю страны и нашей компании одновременно, синхронно, и будем рассуждать об этом крупными периодами, примерно десятилетиями. Для тех из вас, кто в компании работает 20 плюс лет, будет немножко такой повод посмотреть назад. Для тех, кто в компании недавно работает, увидите, как вообще все проходило, двигалась наша история вместе с историей страны. Итак, крупный период 92-99 годы. Ну, как вы помните, в 92 году наша компания появилась, да? Особенности этого периода, если коротко, право – это новая массовая отрасль экономики. КЦ часто говорит, что именно разработчики СПС создали эту новую отрасль, работу с правовой информацией, и это абсолютная правда. До этого такой отрасли не было. Юристы как профессия раньше были только в узких областях. Например, в органах власти, в силовых структурах были еще ученые-правоведы.
А массовой эта профессия не была. И вот как раз в этот период специалисты в области права стали массовой профессией. Законодательство в стране до рыночной экономики, то есть вот до этого периода, 1992 год, менялось редко, и с конца 80-х годов такое большое новшество было, что в стране стали появляться коммерческие организации, а до этого все организации были государственными, то есть бюджетными. Такое мощное новшество. В коммерческом сегменте все только начиналось, и там все и всему учились с нуля. И предприниматели, их тогда называли коммерсанты, если помните, да? Коммерческие организации, коммерсанты. Да? Сейчас они называются предприниматели или бизнесмены. Тогда все всему учились с нуля, и сами предприниматели, коммерсанты, и бухгалтеры, и юристы, и сотрудники, да, коммерческих организаций. Было много возможностей, бурный рост в разных направлениях, открылись границы страны, в том числе и для бизнеса. Кто тогда был наш клиент в то десятилетие? Интересно, но это была группа людей, то есть руководители и сотрудники были нашим клиентом как единая команда. Потому что в то время они были заодно, и потому что они все решали одну единую общую задачу – настраивать работу в своих организациях в новых реалиях. То есть вообще не было никакой разницы между руководителями и сотрудниками. Какая у нашего клиента была потребность? Их было две основные. Первая была потребность – дайте информацию, дайте просто доступ к ней, доступ к информации. Как мы закрывали эту потребность? Понятно, что устанавливали СПС, настраивали, обновляли базы. КЦ в то время начал выпускать специализированные банки под разные целевые функции, а мы в 1996 году сделали наш Коми-проф и стали его распространять на рынке. Кстати, напомню интересный факт, который наверняка хорошо помнят старожилы компании, но мало кто знает даже из старожилов компании. Сейчас озвучу большой секрет. Мы сделали свой региональный выпуск примерно на 1,5 года раньше «Гаранта». Через полгода после выхода нашего продукта на рынок, точнее, в нашем офисе появился такой импозантный высокий мужчина, я помню очень хорошо его, с ноутбуком. Он купил Коми-проф за наличные деньги, как физлицо, и мы ему сразу же установили на ноутбук наш продукт. Он объяснил это тем, что постоянно ездит по работе между Сыктывкаром и Москвой, и вот прямо в тот же день, вечер, он улетает из города опять в Москву, и поэтому система ему очень нужна, и поэтому очень нужно быстро купить и поставить. Ну и спустя некоторое время мы узнали, что этот человек был директором одной из компаний «Гарант», которая была открыта незадолго до покупки системы этим человеком у нас, и спустя год мы увидели. Ну, то есть он купил через полгода после того, как мы выпустили на рынок наш продукт. Еще через год мы увидели рекламу регионального выпуска «Гаранта». Мы посмотрели продукт, да, наших конкурентов и с огромным удивлением обнаружили, что документы в нем выглядели в точности, как в нашем Коми-проф. И поля, и отступы, и шрифты, и даже опечатки. Все было на месте. Ну, тогда выводы напрашивали сами собой, но тем не менее мы решили убедиться. И с тех пор мы в определенных документах Коми-проф начали делать специальные метки, намеренные. А именно, ну, как пример такой метки, да, мы специально делали незначительные расхождения с копией документа, которые не влияли на смысл документа. Ну, допустим, в тексте было, в ксерокопии, да, документа было написано 1996 Г. Год, Г. Да, а мы меняли на 1996 год. Ну, в общем, смысл тот же самый, но это совершенно точно было наше личное исправление, да. И таких документов было минимум по одному в каждом пополнении в течение 2 лет подряд. И мы вели реестр таких меток, а затем документы с этими метками мы видели в «Гаранте» каждый раз. То есть наш конкурент, по сути, даже не напрягался, чтобы обработать наши документы, просто копировал все один в один. И так на всю жизнь в историю вошел тот факт, что компания «Гарант», наша, да, кстати, региональный выпуск «Гаранта» делался в Москве, он делался не местными представителями «Гаранта»,
И вот на всю жизнь в историю вошел тот факт, что Гарант в 1997 году фактически украл наш продукт и начал продавать его на рынке под видом своего. Доказывают этот факт, можно в зале суда доказать, да, множество вот этих спецметок в сотнях документов и еще живые свидетели. Лена Елисеева, Наташа Тюгаева, которые, собственно, и делали эти метки. Да. Так что вот такая интересная история. Это про ценности. Да? Возвращаемся к потребностям нашего клиента в десятилетие до 1999 года. Вторая потребность, которая была у клиента – помогите работать с информацией быстрее. А что вы в недоумении таком находитесь? В шоке? Ну, вообще надо как-нибудь, знаете, вечер встреч устроить, и мы очень много можем вспоминать всего интересного, любопытного и смешного из истории нашей компании. И грустного тоже. Итак, потребность номер 2. Кать, не грусти, давай дальше пойдем. Помогите работать с информацией быстрее. Как мы закрывали эту потребность? Силами КЦ в системах появились гипертекстовые ссылки и редакции документов. КЦ тогда начал выпуск бюллетеня пользователя, где рассказывал об эффективных способах поиска информации в системе. А мы в своем РИЦ придумали и одни из первых в сети «Консультант Плюс» внедрили программу обучения пользователей работе с нашей системой. Вот, кстати, Оля Осипова, Наташа Сердитова, да, как раз в начале своей деятельности начинали с того, что преимущественно занимались обучением пользователей, да? Но это было уже чуть позднее. И этот опыт нашей программы обучения пользователей многие РИЦы переняли у нас, а позднее КЦ выпустил целые методические рекомендации по обучению клиентов, где мы были одними из соавторов, то есть в рамках сети. Обучали мы тогда всех, и руководителей, и сотрудников, и потому что, как я сказала выше, они решали единые задачи, и особенно это происходило в коммерческом секторе. Например, когда я работала SEO, начинала я с работы SEO, начинала я с работы администратора, который скачивает пополнение, но потом работала SEO, то я лично обучала мэра города Сыктывкара Анатолия Каракчиева работе с «Консультант Плюс». И еще помню, как пришла к новому клиенту СП или совместное предприятие. Вот помните, была такая раньше форма юрлиц, это были фирмы с иностранным участием, совместные предприятия. И фирма эта была небольшая, я пришла, человек 5 сгрудились возле компьютера, пока я устанавливала сначала систему, и там были и директор, и его зам, и сотрудники, и потом сразу всем одновременно я показывала, как работать с системой. Ну, раньше вот так это было. Что тогда в тот период от нас требовалось? Компании были нужны люди, которые помогают клиентам работать с системой. Причем это должны были быть люди, наши сотрудники, у которых должна была быть и квалификация по продукту, и квалификация по работе с техникой. Вот жаль, сегодня нет Кости Нечаева на собрании. Он бы вам рассказал много интересных историй, в том числе, как некоторые коллеги, например, клиенты, пользователи, поднимали мышку вот так вот и в воздухе ее водили. Были разные истории, да. В то время в компанию, примерно в то время в компанию как раз пришли Вячеслав Тушенков, Алексей Волохов, Андрей Разманов, Константин Нечаев, Наташа Шилова. Они все начинали в компании с работы SEO и много учили пользователей и работе с системой, и работе с компьютерами в целом, да? Помните? До сих пор помним, как я уже сказала, много реальных историй, и в частности была история, как клиент паниковал, что у него не работает «Консультант Плюс», а вместо него он видит только черный экран, и оказывалось, что просто клиент забыл включить в розетку компьютер, и все работало. Да? Что еще от нас требовалось? Требования квалификации сотрудников сподвигли нас запустить в компании систему повышения квалификации сотрудников, и она, естественно, с тех пор никуда не делась, продолжается, развивается. И Татьяна Владимировна сегодня много рассказала о том, что мы сделали только за прошлый год. Квалификация сотрудников – это, конечно, большой инструмент, важный для того, чтобы расти. Чтобы быть ближе к клиентам, мы начали в то десятилетие строить сеть партнеров в городах и районах республики.
И также важно было обмениваться опытом, потому что отрасль была новая, непонятная, и радостно, что наш опыт был востребован в сети «Консультант Плюс». Мы были участниками самых первых и в дальнейшем последующих экспертных групп РИЦ, которые организовал Координационный центр. Туда приглашались только некоторые РИЦ. И там мы узнавали больше об опыте других РИЦ тоже, ну и о своем тоже рассказывали. Стратегия, которой мы следовали тогда, просто идти за потребностью клиентов, а по пути самим расти, то есть набираться опыта в процессе работы. Ну, другого способа не было. Просто слушать клиентов и расти самим. Переходим к следующему периоду. Это примерно 2000-2008 годы, назывались они еще, да, помните, до сих пор называются тучные годы. Особенности этого периода в стране какие были? Было достаточно средств и в бюджете, и в бизнесе. Например, в финансовый кризис августа 1998 года спрос на «Консультант Плюс» у нас вырос в 3 раза. Ну, то есть в 3 раза больше стало желающих купить. Сейчас трудно поверить, но в то время эксперты по продукту принимали от потенциальных клиентов входящие звонки с вопросом, как купить «Консультант Плюс». И этот первый же разговор по телефону заканчивался тем, что клиент отправлял на факс реквизиты организации для выставления счета. Сам позвонил, отправил реквизиты, и все заканчивалось покупкой. Ресурсы тогда были для всех вторичные, для всех, я имею в виду, в экономике, да, и деньги, и время, и люди, в общем, особо экономить никто не хотел, наоборот, чем больше всего было, тем лучше. Ну, такое вот время, тучные годы, потому так и называется. На рынке труда в те годы было 2 поколения основными. Послевоенное поколение 44-67 годов, их еще называют бэби-бумеры, тогда им было от 33 до 62 лет примерно, то есть это было такое основное. Основные черты этого поколения, что эти люди работают ради идеи, и они большие трудоголики. Но это поствоенное поколение, да, люди, которые родились после войны, и, соответственно, они привыкли много работать на общее благо, на страну, да, поэтому вот ради идеи они работали много и активно. Также на рынке труда поколение X, это люди, рожденные примерно в 67-84 годах, на тот момент им было от 22 примерно до 33 лет, то есть они только вышли и такие вот молодые, да, ну, если вы помните, то раньше после там вузов сразу люди приступали к работе, к активной трудовой деятельности. Что для них характерно? Они адаптивны к переменам, у них есть стойкость духа и умение выживать. Они рассчитывают только на себя, улучшают себя ради большего мастерства, то есть они все время углубляют профессионализм свой. Чтобы вовремя реагировать на изменения, им важно быть в курсе событий. Они выросли на бумажных книгах и библиотеках, без интернета, получали, как правило, серьезное высшее образование, поэтому они способны обрабатывать большой объем информации. Им важна стабильность, они ценят свое время и финансы и взвешивают за и против при принятии решений. Чувствуете, насколько наш продукт прямо попал в яблочко? Это люди, которые только выходили на рынок труда. Вот прям для них, да, взвешенные решения, объем информации, не доверяют, хотят сами профессиональный продукт и так далее, и так далее. Вот. Кто был наш клиент тогда, в тот момент? Руководители все еще в тот момент в организациях активно участвуют в правовых вопросах, но наш фокус постепенно переходит на пользователей, потому что их запросы растут, слово специалиста имеет большой вес в организации, результат организации делается суммой профессионализма сотрудников, и поэтому в тот период наш клиент был пользователь, то есть тот, кто пользовался нашим продуктом. Какая у него была потребность у нашего клиента? Сейчас расскажу. Руководители, как я уже сказала, заинтересованы в профессионализме сотрудников, а сотрудники заинтересованы в углублении своей квалификации. То есть
профессионализм сотрудников постоянно углубляется и расширяется, и финансы, как я говорила выше, на эти цели не экономятся. Поэтому две потребности, да, у наших клиентов были. Первая потребность – это нужны разные системы, сервисы, семинары, конкурсы, всего много разного и побольше. Да. Благодаря КЦ тогда появляются не только системы СНПА, но и системы поддержки принятия решений. Аналитические материалы стали появляться в большом количестве и разнообразии. Мы в компании активно развиваем очные семинары с экспертами в то время, помните, да? Мы выпустили «Малый банк», коми-налоги, организовали и проводили клуб пользователей «Консультант Плюс», ну еще много чего. Это все для того, чтобы соответствовать разным запросам. Пользователи постепенно начали сильно различаться по уровню профессионализма. Это произошло в то десятилетие как раз. И именно в это время разные СПС начали постепенно занимать свои ниши. «Консультант Плюс» – это продукт для продвинутых экспертов-профессионалов, «Гарант» для обычных пользователей, «Главбух» для пользователей-бухгалтеров. Вот в тот момент так это было. И когда я говорю, что, например, «Гарант» для обычных пользователей, это не значит, что они также себя и позиционируют, и также себя рекламировали тогда и сейчас. Например, «Гарант» до сих пор говорит о себе как об универсальной системе для всех, то есть говорят они, да, что мы для всех. Но когда я говорю, что «Гарант» для обычных пользователей позиционировался, это я имею в виду, что каким продукт является на самом деле, не как про него говорит разработчик, а каким он является на самом деле. Об этом говорит наполнение, об этом говорит то, как разработчик понимает сценарии работы своей аудитории и реализации этих сценариев в виде технических решений. Об этом говорит наличие или отсутствие разных красот и бантиков, которые не дают практической пользы для профессионального пользователя. Вторая потребность клиента в этот период проистекала из того, что появляются новые сценарии работы сотрудников, то есть работа не только из офиса. Тогда появляется мобильный доступ к СПС в виде флеш- и онлайн-версий, и появляется интернет-пополнение. И по сути в этот период наметилось два противоположных тренда. Первый тренд – это постепенное обособление, автономность сотрудников организации от поставщиков СПС. Чтобы пользоваться СПС и обновлять ее, все меньше требуется участие нас. Интернет-пополнение, довольно просто все это происходит. Раньше это была целая история, и раньше технический специалист, действительно без него никак было не обойтись. Второй тренд, который немножко противоположный, в том, что все большая потребность появляется сотрудников в услугах и сервисах в области права. И в этом смысле мы больше нужны. Вот такие интересные тенденции. Стратегия, которой мы тогда следовали в тот период, это, с одной стороны, давать больше и разного продукта, услуги, сервисы и всем, кому это требовалось. И вторая стратегия – разбираться в потребностях пользователей разного уровня профессионализма. Едем дальше. 2008-2019 годы примерно. Особенности этого периода в стране. Постоянные экономические кризисы и в мире, и в стране. Из-за такого фона решения и в регионах, и в конкретных организациях все меньше стратегические, а все больше на сейчас, на ближайшее короткое время. То есть уже долгих планов не строит никто. В нашей республике этот период осложнился еще и политическим кризисом, когда в 2015 году была арестована вся верхушка законодательной и исполнительной власти, и буквально на несколько месяцев была парализована работа вообще и принятие решений вообще в организациях. Из-за экономических потрясений, а также жизни на широкую ногу в предыдущие десятилетия появился глобальный тренд на централизацию и оптимизацию всех ресурсов, и денежных, и людских, и организационных, в том числе там, сокращение филиалов, поскромнее структуры, да, стали становиться. И этот тренд на оптимизацию и централизацию, он одинаково активно стал проявляться и в бюджетном, и в коммерческом секторе. В
тот период был взрывной рост в развитии информационных технологий. И вот что интересно, информация больше не проблема и не ценность, потому что она доступна везде, широко доступна. Но проблема – это истинность информации, правдивость информации. Источников информации много, а понять, верна ли информация в этих источниках, очень сложно и часто не приходит в голову даже засомневаться. А вдруг неправда? В тот же период сходит на нет институт наставничества. Он остается только как инструмент в руках отдельных энтузиастов, которые понимают, что опыт молодым поколениям передавать важно. Вот как раз с Андреем Размановым в перерыве разговаривали о наставничестве. Да? К сожалению, это уже такой хороший опыт прежних лет. Что на рынке труда? На рынке труда теперь основным стало поколение X, вот этих вот профессионалов. Им в это время от 35 до 55 до 60 лет. Напомню, что их основные характеристики – глубокое погружение в вопросы, стремление к профессионализму, стремление быть в курсе событий, умение работать с большими объемами информации, взвешенное принятие решений. Они не верят на слово, а сомневаются и проверяют. Да? Вот, это уже сейчас основное поколение на рынке труда. И это самая соответствующая нашему продукту аудитория. Тогда же на рынок труда вышло новое поколение миллениалов или поколение Y. Это люди, рожденные в 1984-2000 годах. Им на тот момент примерно от 24 до 35 лет. Их отличительные способности в том, что, я не буду все перечислять, я вам озвучиваю только те, которые касаются нашей деятельности. Так вот, их отличительные особенности в том, что они не строят планы на будущее, потому что на их опыте слишком быстро все меняется. Да? Время такое. Для них ценность информации теряет вес. Это первое поколение, которое выросло на интернете, которое легко ориентируется в нем. И ценность информации для них теряет вес, как я сказала выше, потому что она везде есть, да? Ее можно достать. Смысл университетского такого качественного, долгого образования теряет значимость, потому что это поколение думает, что любую информацию можно найти, если будет надо, и зачем тогда тратить много времени на обучение. И обратная сторона вот этого легкого применения интернета в том, что это поколение, на удивление, доверчиво к сведениям, да, в интернете и не так часто проверяют их истинность. Предпочитают эти люди получать сведения коротко и ясно, без воды, потому что как раз нету тех самых развитых навыков работы с большими объемами информации, как у предыдущего поколения. То есть надо коротко, что-то вот по делу и быстро. Но для этого поколения очень важен конечный результат. То есть результат для них ценен. И поэтому, если все упростить, то им важно, чтобы результат был, но хотят, чтобы он получался легко, быстро и без больших усилий. И это наши новые пользователи, да, которые вышли на рынок труда. И еще один важнейший тренд этого периода – это разделение поставщиков СПС по ценностям. Сейчас озвучу, что это. Консультант Плюс – это продукт экспертного уровня для профессионалов, стоит дорого. Стоит дорого не потому, что Мерседес как бы просто не может стоить дешево, это как бы неприлично, нет, не поэтому, а потому что экспертный продукт требует экспертного подхода, взвешенности и тщательности при его создании, вот поэтому. Он не может делаться на коленке, такой вот продукт, и тем более не может просто копироваться у конкурента и выдаваться за свой, да? Мы, Консультант Плюс, убеждены, что профессионал принимает решение сам, анализирует и взвешивает. И этот подход сохраняется в любом нашем продукте и сервисе, и в том числе и для малых организаций. То есть, что имею в виду, когда говорю про малые организации? Мы определяем профессионала не с точки зрения масштаба задачи, размера организации. То есть может показаться, да, что вот организация большая, и там, значит, больше профессионалы работают, чем в маленьких. Для нас профессионал – это тот, кто подходит к своим задачам тщательно и вдумчиво, копает глубоко и ищет лучшие решения. То есть это про конкретных людей, да, а не про организации. И такие мастера, они могут найтись в любой организации, в том числе и в маленькой. То есть здесь от людей зависит, а не от размера.
масштаба организации. Еще одна важнейшая ценность, по которой мы с того времени сильно расходимся с конкурентами, нам важно прямое человеческое взаимодействие, нам важно понимать текущие нужды конкретных сотрудников, наших клиентов, и помогать им тем, в чем мы сильны сами. И это нас отличает с тех пор. Давайте про Гарант два слова. Гарант окончательно в тот период растворил понимание того, для кого его продукт. С тех пор и до сих пор он дает все и всем, причем демонстрирует, что даже хороший продукт можно продавать за 238 рублей в месяц на организацию. Это не шутка, да? Дарима вот подтвердит. Это реальный факт, зафиксированный в виде коммерческого предложения нашим клиентам от Гаранта. 238 рублей в месяц. Да. Лозунг «Мы то же самое, что консультант плюс, только дешевле» подтверждает полное отсутствие понимания гарантом своего клиента, а значит, делает для него невозможным делать для своего клиента то, что нужно его клиенту. Это мы с вами как раз обсуждали в моем канале в Telegram, когда рассуждали на тему «Если наш клиент неограниченное множество людей». Помните? Вариант такой. Наш клиент – это все или многие. Вот. Это вот как раз то, как смотрит на своих клиентов Гарант. Взаимодействие с сотрудниками для клиентов, взаимодействие с сотрудниками клиентов для Гаранта не обязательно. Главное, чтобы работал доступ к СПС. Я сказала, что для нас важно вот это взаимодействие, вот у Гаранта наоборот. Установили, продали, установили, настроили, все работает и все. Дальше часто клиенты Гаранта часто говорят, что они видят поставщика только ближе к моменту перезаключения, да, договора. Главный бухгалтер, главбух. Главбух позиционирует себя более четко на рынке. Главбух – это готовые решения. Не думай, просто бери и делай. То есть фактически это аутсорсинг по принятию решений. Помните про поколение, которое вышло и хочет быстрых решений. Да? Это вот очень хорошо главбух в тот момент попал в этот тренд. И здесь огромная опасность для руководителей организаций. Ведь основной клиент главбуха – это сотрудники организаций с некоторыми целевыми функциями. Да? Эти сотрудники берут готовые решения и реализовывают их в своих организациях. Хорошо, если они берут, обдумывают, перепроверяют и взвешивают. Это было бы хорошо. Но мы видим, что часто этого не делают. А риски ошибок ложатся на руководителя, хотя часто руководитель не догадывается о том, как действуют его сотрудники. Эксперты, например, главбуха или аналогичных сервисов, которые выдают готовые решения, они большие профессионалы. Они очень хорошо знают свою область, но часто в жизни имеет значение специфика организации. А эксперты, которые дают готовые решения, они не видят. Просто у них нет возможности заглянуть в специфику организации. Поэтому готовые решения – это очень большой риск всегда. Еще одна особенность главбуха, что это не только СПС, но и журналы, консультации, обучение, да, такой продукт-холодильник, продукт-магазин. То есть туда загружают продукты, клиент приходит, может открыть и выбирает, дорогой клиент, то, что тебе нужно. Хочешь сегодня обучение возьми, хочешь сегодня СПС возьми. Вот. И по сути схема работы такая, продают доступы и дальше решают уже конкретные запросы, которые поступают от клиентов. Рядом с клиентом тоже быть не обязательно, поэтому. Почему? Потому что ответственности за принятие решения на главбухе нет, потому что ответственность за принятые решения лежит на сотрудниках и руководителе, да, организаций, а также потребности клиентов понимать не обязательно, потому что задача отвечать на конкретные запросы. Соответственно, с чем пришли, значит, такая и потребность. Да? Понятно. Вот. Надеюсь, коллеги, теперь вы понимаете, что мы и наши конкуренты – это не одно и то же. Нас сильно различают наши целевые аудитории, ценности, и, исходя из ценностей, какие наши продукты и как мы работаем с клиентами. Напомню, мы говорим о периоде до 2019 года, в тот период кто был наш клиент. В этот период все больше растет разрыв между интересами руководителей и сотрудников и разных сотрудников между собой внутри организаций.
индивидуализация интересов сотрудников и даже конфликт интересов. Мы с вами совсем перестали отслеживать и понимать потребности руководителей. Они для нас превратились в ЛПР по продлению сотрудничества. И это было важным упущением нашим в тот момент, потому что мы ошибочно решили, что потребность руководителя, она определяется тем, нужно ли руководителю лично пользоваться консультантом плюс или не нужно. Вот. А на самом деле потребность руководителя обеспечить правовую безопасность его организации. Вот его в чем потребность. И иногда он может быть пользователем, иногда может не быть пользователем. И, кстати, по нашим данным, руководителей пользователей среди наших клиентов примерно 36%, ну и, соответственно, 64% – это руководители, которые не пользователи. И это тоже подтверждает, что, скорее всего, более 2/3 руководителей оставались вне нашего внимания с точки зрения их настоящих потребностей. Одновременно мы активно в тот период продолжили работать с пользователями, но и в этот же период мы обратили внимание на всех сотрудников с целевой функцией. Помните, мы тогда как раз разработали наш функциональный подход, и начиная с того времени мы стали смотреть, то есть наш клиент расширился с пользователя до сотрудников с целевыми функциями. И это было очень правильным решением, потому что люди, которые влияют на правовую безопасность компании, они далеко не всегда являются пользователями, но это мы знаем на собственном опыте, да, работы с клиентами. Какая у клиента тогда была потребность? Ну, соответственно, они были разные. У руководителю была важна эффективность, то есть больше результата теми же ресурсами или тот же результат меньшими ресурсами. И вторая потребность руководителя – правовая безопасность его организации. У сотрудников потребность решать большое число разноплановых задач в быстро меняющихся условиях. И в зависимости от профессионализма сотрудников либо потребность «дайте готовые решения», либо потребность «дайте для моих решений больше данных о вопросе с разных сторон, преимущественно хорошей аналитики». Стратегия, которую мы следовали в тот период – усиливать сотрудников с целевыми функциями в принятии решений через свои продукты и сервисы. Надеюсь, Америки не открыла, да? Все так было. Кто работал, подтвердите. Кто не работал, картина, надеюсь, сложилась. Ну и давайте посмотрим последний кусочек времени, начиная с 2020 года по сегодняшний день. Особенности периода в стране. Начиная с 2020 года настала новая эпоха, да? Это будет не преувеличением совсем. Турбулентность, неопределенность, большие потрясения, много лжи со стороны большинства государств в адрес своих граждан. Вот такой вот фон. Ну вот сейчас перечислю некоторые моменты. Псевдопандемия коронавируса – это ложь о масштабах вируса и вредительство в действиях государств против своего народа во многих государствах. Следующий момент. Насилие над гражданами в вопросах их здоровья. Просто перечисляю, да? Принуждение к вакцинации препаратами, не прошедшими клинические испытания. Насильственная вакцинация социально незащищенных категорий граждан. Это дети-сироты, инвалиды на попечении государств, которые находились. Принуждение к ПЦР-тестированию, которое не может достоверно показать наличие именно вируса ковид. Принуждение к ношению масок, которые только усугубляют состояние здоровья здорового человека. Эта тема сейчас ушла на второй план, мы с вами давно не обсуждаем ее, да? Но тем не менее я по-прежнему наблюдаю за ней, из объективных источников читаю. В частности, сейчас по всему миру фиксируется резкий скачок смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и резкий скачок проблем зачатия детей и невынашивания беременностей. Ученые фиксируют четкую зависимость этих трендов с наличием у пациентов прививок от ковид в предыдущие периоды. Точная корреляция есть. И это доказывает, что насилие, которое государства многочисленные применяли в отношении своих граждан, якобы ради их же пользы, в реальности нанес огромный вред. Следующий момент, характерный для этого времени, психологическое насилие со стороны государств. Да.
Она выразилась в изоляции людей друг от друга и от внешнего мира под благовидным предлогом профилактики заболеваемости, в разделении людей на сорта в зависимости от их убеждений через лишение гарантированных прав для тех, кто отказался от принудительной вакцинации. Вот. Ну, сегрегация такая, да, присутствовала во многих странах, и в нашей тоже. Остановка работы целых отраслей в экономике, да, в тот же период из-за пандемии. Помните, да, туризм, культура, общественное питание, очное образование, спорт. Буквально там многие отрасли были просто парализованы минимум на полгода, а то и больше. В 2022 году добавились новые потрясения. Начало СВО резко ухудшило психологическое состояние наших граждан. Самая большая сложность – это растерянность от непонимания того, как думать об этой ситуации, как к ней относиться. И все мы задавались вопросами: моя страна – это кто? Агрессор или защитник? Мы воюем с мирными людьми или мы воюем с фашистами? Да? Я желаю своей стране победы или я хочу, чтобы она проиграла? То есть вот эти вот мысли, да, клубились в наших головах и очень дестабилизировали состояние. Много противоречивых данных в то время, много пропаганды, много лжи, отсутствие достоверных данных уже по теме теперь СВО. Все это накручивало внутренний эмоциональный накал и запускало многих людей по эмоциональной спирали вниз. Люди буквально попадали в панику, в безысходность, у них блокировалась способность действовать. Все это происходило на моих глазах, буквально, поскольку я в прошлом году, мне как коучу по мышлению пришлось помогать целому ряду людей вернуть стабильность и возможность выйти из оцепенения, чтобы продолжать делать то, что требуется от них в текущей жизни. То есть это как бы, ну, я не из газет это прочитала, не из газет, не из сайтов, не из новостных лент, да, что было такое состояние людей. Это видела собственными глазами. Ну и в компании, Татьяна Владимировна тоже уже говорила сегодня, мы решали ту же самую задачу – стабилизировать эмоциональное состояние сотрудников. Дальше, в прошлом году, к чему привели события? Осложнились отношения между людьми, возникли конфликты в кругу близких из-за различия в позициях на тему СВО. В некоторых семьях отношения разорвались и до сих пор не восстановились. И некоторые из вас рассказывали личные истории ваших семей, да, что тоже такое было. В стране резкая инфляция, рост цен и стоимость жизни в целом. Центробанк ввел ряд запретов по финансовым операциям, произошли остановки или замедления в ряде отраслей экономики, новые потрясения на рынке труда, которые отличались от тех потрясений на рынке труда, которые были из-за пандемии. Ну и, чтобы мало не казалось, да, еще сентябрьская частичная мобилизация, которая снова сильно ударила по эмоциональному состоянию людей. Вообще об этой теме, о теме глобальных событий я могу рассуждать много, долго, конструктивно, с фактами и так далее. Если вам интересно продолжение этой темы, вы дайте мне знать, и мы можем продолжить обсуждение в нашем канале «Созвучие», если интересно. И вообще мне, кстати, хочется больше общаться с вами через этот свой канал, поэтому кто не подключился, подключайтесь. По крайней мере, такое общение получается точно чаще, чем разговор в рамках ежегодного собрания итогового кампании. Да? Итак, если подвести итог тому, что я сказала, главная особенность периода 2020 года – это турбулентность, неопределенность, большие потрясения, много лжи. И эти глобальные события быстро развернули среди людей два противоположных тренда. С одной стороны, у людей появилась готовность к автономности, то есть люди стали уверены в своих силах, почувствовали, что могут справляться даже с самыми сложными вызовами. С другой стороны, появилась потребность в настоящей человеческой поддержке. Именно неформальная «я тебя понимаю», не в таком плане, а реальная поддержка вроде того, что я верю, что ты справишься, и я рядом с тобой, и мы вместе справимся тоже, да, и реальная помощь. Кроме того, в этот период на рынок труда начинает выходить поколение Z.
Это люди, рожденные в 1997-2012 годах. Им сейчас на данный момент от 11 до 26 лет, то есть вот они только-только начинают выходить, мы их еще не видим среди наших клиентов. И я вам скажу, это настоящий вызов не только для нас, но и для любого руководителя организации, потому что зеды кардинально отличаются от иксов и игреков в обдумывании своих решений. Они просто не понимают, для чего нужно взвешивать все за и против, когда можно просто брать и делать. Вот такая интересная задачка нас с вами ждет. Как сохранить в обществе способность принимать разумные и взвешенные решения. А ведь от качества решений зависит не только результат, но и безопасность, и даже часто жизнь, да, чья-то. Кто наш клиент теперь? Давайте об этом наконец-то вот поставим точку в наших рассуждениях. Мои наблюдения за бредовостью происходящего в последние годы убедило меня в том, что сохранить нормальную жизнь для всех возможно только опираясь на свою разумность, сеять важность такого разумного подхода к жизни, а также опираться на поддержку таких же людей. И об этом, сегодня не первый раз, как я об этом говорю. Если так поступать, то мы все будем крепче, спокойнее, будем думать яснее, принимать хорошие долгосрочные решения. А если будет трудно и тревожно, то нам будет на кого опереться. Во все времена русские люди находили опору в семье, и это помогало сохранить здравый смысл, выстоять, не сломаться. Но можно расширить эту территорию здравого смысла и надежной опоры, включив в нее и других разумных людей. И таких людей много. Например, руководители – это люди, которые влияют на целые организации. Их решения могут приводить к большим результатам или к огромным провалам. Я много знаю о руководителях. Я сама руководитель с управленческим стажем более 25 лет. Я много наблюдаю, слушаю, говорю, встречаюсь с разными руководителями из разных сфер, из крупных, из мелких организаций. У меня в коучинговой работе были клиенты-руководители. И вот что я знаю о них, хочу с вами поделиться. Руководители – это люди, которые смеют брать на себя ответственность за себя, своих близких, свою организацию, своих сотрудников, клиентов. Главная работа, главная задача руководителя – это принимать решения. При противоречивых данных, при отсутствии данных, при больших рисках, несмотря на страх, все равно принимать решения. Нет решений – нет движения, нет движения – нет результата. А руководитель организации отвечает за ее результат, то есть должен обеспечить достижение компании этого результата. Руководители – это смелые, ответственные и очень трудолюбивые люди. Они талантливы и мыслят широко. Но каждый руководитель – это живой человек. Он боится, он ошибается, он рискует и получает последствия. Иногда он разочаровывается, у него опускаются руки, ему хочется все бросить. Иногда он чувствует себя непонятым, покинутым, преданным. Иногда он срывается. Иногда он раздавлен, как и любой обычный человек, да? Но если обычный человек может себе разрешить чувствовать то, что я описала, и часто находит поддержку у близких, то у руководителя все по-другому. Руководитель очень часто одинок. Близкие люди возлагают на него большие надежды и ожидания, ведь он сильный, он же может, да? А понять его до конца близкие не всегда могут, потому что трудно объяснить близким то, с чем ты сталкиваешься в работе, трудно объяснить вот эту специфику вопросов, которые надо решать. В лучшем случае тебе посочувствуют, но деятельно, реально близкие помочь почти никогда не могут. Для сотрудников для сотрудников в организации руководитель воспринимается как человек, который должен все знать и уметь лучше всех в организации. Они могут сказать, сотрудники: «Я не знаю, как это сделать, я не справляюсь». А руководителю не на кого переложить ответственность, он всегда крайний во всех вопросах. Иногда сотрудники предают и подставляют, и это особенно больно чувствуется, потому что для многих руководителей, по моим наблюдениям, рабочий коллектив – это как вторая семья, и вот такое предательство, оно очень сильно подкашивает. Учредитель организации или вышестоящая организация от руководителя просто ждут результата. И они тоже считают, что он
молодец, он умный, он сам справится и сам разберется. Клиенты ожидают выполнения обязательств, и клиентам не особо интересны сложности, с которыми сталкивается руководитель и его организация. Есть еще, конечно, коллеги-руководители других организаций. С ними можно поделиться, они могут понять и эмоционально поддержать, ведь именно они понимают, что чувствует руководитель. Но специфика организации очень разная, поэтому здесь тоже получается больше эмоциональная поддержка, а не фактическая помощь. Вот, почувствовали, да, вот это одиночество такое? Да? Получается, что руководителю приходится жить в маске человека умного, сильного, безупречного, не имеющего права на ошибку, а поддержки мало. Это трудная роль, поверьте, по себе знаю. Но именно эти люди двигают и улучшают жизнь, создают товары и услуги. И эти люди нуждаются в настоящих сильных партнерах, которые могут деятельно помочь им в их работе руководителя. И это должно быть партнерство на равных, когда стороны искренне заинтересованы в успехе друг друга. Итак, наш главный клиент теперь – это руководитель организации. Мы будем помогать ему сохранять правовую безопасность его организации, чтобы высвободить его ресурс для более важных задач. У нас есть многолетняя экспертность в этом вопросе, 100%, мы умеем это делать. Нам надо только научиться говорить с руководителем о его потребностях, на его языке, на равных с ним. И надо научиться делать для него так, чтобы вся машина в его организации из сотрудников, инструментов и взаимодействия всего этого, чтобы она работала на его цели. Сотрудники с целевой функцией, конечно, останутся в зоне нашего внимания, только теперь мы будем им помогать улучшать их работу, связанную с правовой информацией, именно для того, чтобы это усиливало их руководителя и организацию в целом. Мы с коллегами пришли к этим решениям в результате многих месяцев рассуждений, размышлений и наблюдений за происходящим. И сегодня мы вот эти вот многомесячные размышления, рассуждения собрали для вас в виде коротких выводов в отдельный ролик. Давайте посмотрим. Куда мы хотим и будем двигаться? Зачем существует наша компания? Ради чего мы работаем? Что движет нами? Мы знаем, что каждый человек обладает безграничным творческим и созидательным потенциалом. Когда человек реализует свой потенциал, он чувствует себя счастливым и улучшает жизнь вокруг себя. И мы хотим жить в окружении таких людей. Кто наш клиент? Это руководитель, который отвечает за слаженную работу своей организации и за то, чтобы она достигала нужных результатов. Во что мы верим? Мы верим, что, усиливая лидера организации в принятии верных решений, мы высвобождаем его ресурс для реализации его потенциала. Что мы делаем? Мы совместно с руководителем настраиваем и поддерживаем в его организации систему принятия решений, требующих применения норм права. Тем самым создаем красоту порядка. Как мы это делаем? Мы видим клиента как уникального человека и неповторимую организацию. Мы строим безопасное, доверительное и ответственное партнерство с нашими клиентами. Мы делаем нашу работу мастерски, постоянно повышая свою экспертность. А когда мы воплотим в жизнь все, что задумали, наше будущее станет таким. Мы сильные и делаем сильнее своих клиентов. В таком партнерстве реализуются масштабные и интересные задачи. Это ощущается как совместный полет. Наш продукт дает уверенность, спокойствие, свободу творчества. И это бесценно. Это ощущается как гармония. Реализуя наши цели, мы притягиваем в компанию мощные ресурсы и возможности. Это технологии и знания, финансы и влияние, опыт и экспертность. Это чувствуется как большой масштаб. В такой компании ты ярко проявляешься, а твоя гениальность востребована. Ты осознанно и со смыслом взаимодействуешь с миром, живешь полной жизнью, получаешь от нее удовольствие.
Это чувствуется как свобода и воодушевление. Мы живем яркую и полную жизнь в окружении сильных и созидающих людей. Каждый из нас привносит в этот мир то, что умеет делать лучше всего, делать гениально. Так мы вместе, бережно и красиво совершенствуем мир. Как вам такое будущее, коллеги? Меня очень зажигает. Я хочу туда идти. И очень хочу озвучить сегодня имена тех, кто целый год работал над обдумыванием будущего компании вместе со мной. Без перерыва над этой задачей работала и продолжает работать команда руководителей компании. Тышенков Вячеслав, Озерова Татьяна, Лихачев Алексей, Бондаренко Светлана, Коняева Ольга, Старцева Любовь. Мы вшестером начали регулярно работать над этой темой в марте прошлого года, а в этом году к нашей команде активно подключилась и Любовь Старцева. Коллеги, можно вы встанете? Мы хотим вам поаплодировать за такую долгую работу. Алексей, там еще Алексей сзади. Я благодарю вас за глубокое погружение, за горячие споры и разногласия, которые у нас постоянно бывают, за те яркие озарения и открытия, которые происходили в нашем кругу. И я благодарю вас за доверие мне и за вашу сумасшедшую увлеченность тем, что мы придумали вместе. Ну и вот воплотили вот так кратко. Но это не все герои. В мае прошлого года число активных участников стало больше. К нам присоединились Григорьева Катя, Карполенко Дарима, Молчанова Юля, Морозова Нина, Осипова Оля, Пугин Вячеслав, Разманов Андрей, Сердитова Наталья, Соколова Ксения, Старцева Варвара, Толкачева Ольга, Чупрова Татьяна, Шарыгина Екатерина, Шилова Наталья. И такой большой командой мы работали несколько месяцев, до осени, дважды в неделю, и мы сделали тогда очень много ценных наработок, которые постепенно сейчас сложились в единую картину. Коллеги, можно вы тоже встанете, кого я перечислила? Благодарю вас за то, что вкладывали в эту работу свои сильные стороны, свои идеи, что не шли на компромисс и не соглашались для галочки принять то, что было не до конца понятным, то, что было таким расплывчатым, упорно требовали, чтобы мы все прояснили до конца вместе. Надеюсь, вы увидели в нашем ролике отражение некоторые, тех наших весенне-осенне-летних рассуждений, а теперь нас всех ждет самое интересное – воплощать задуманное у клиентов. Мы будем тестировать гипотезы, будем вносить изменения в эти гипотезы и потом широко распространим нашу новую философию, новые продукты и новые подходы в работе. Особый вклад в наше понимание того, куда мы хотим идти, внесли встречи с группами Даримы Карполенко, Кати Шарыгиной и Нины Морозовой в октябре-ноябре прошлого года. Эти встречи были непростые. Они дали много понимания о том, кто наш клиент, кто не наш клиент, что мы делаем для него и что мы хотим делать, что мы не хотим делать для наших клиентов. Поэтому вас, коллеги, тоже благодарю за те эмоционально непростые разговоры, но они, правда, были очень нужны. Спасибо. Ну и в заключение, как всегда, хочу сказать пару таких философских вещей. Нашей компании 30 лет, и мы продолжаем этот путь истории нашей компании. Сейчас мы уточнили направление движения, и новая цель меня завораживает и восхищает очень. Это будет интересный путь, грандиозная новая задача – добавить в мир разумности и спокойствия через высвобождение ресурса руководителей организаций. Главная наша цель на этом пути – это новые мы. Новые мы, то есть мы другие, потому что мы научимся тому, что не умели, узнаем то, чего пока не знаем, обязательно совершим ошибки, и через эти ошибки мы поймем, как сделать было правильно, и сделаем правильно. И эту цель, новые мы точно достигнем. А бонусом мы получим новый уровень нашего окружения. В лице уже руководителей, и сотрудники тоже никуда не денутся, наших клиентов.
мы сможем выйти за пределы нашего продукта и нашей бытовой территории. Страхи и сомнения точно у нас будут, но командой идти всегда не так страшно, как в одиночку, поэтому мы точно справимся. И последний момент хотела бы сказать. С чего начать вам, можете спросить, да? Прямо сейчас, прямо вот сегодня. Делайте привычные задачи, но с этим новым смыслом. Думайте, как лучше сделать привычное с учетом нового смысла. Озвучивайте и реализовывайте эти свои идеи, как можно что-то сделать по-другому. А новые задачи вам будут ставить руководители. И так вот вместе будем двигаться. Ну что, от винта получается. Полетели реализовывать задуманное. Спасибо за внимание. Я даже не смею вас отпустить, потому что не я здесь главная. Хотите еще раз ролик посмотреть? Хотите? Куда мы хотим и будем двигаться? Зачем существует наша компания? Ради чего мы работаем? Что движет нами? Мы знаем, что каждый человек обладает безграничным творческим и созидательным потенциалом. Когда человек реализует свой потенциал, он чувствует себя счастливым и улучшает жизнь вокруг себя. И мы хотим жить в окружении таких людей. Кто наш клиент? Это руководитель, который отвечает за слаженную работу своей организации и за то, чтобы она достигала нужных результатов. Во что мы верим? Мы верим, что усиливая лидера организации в принятии верных решений, мы высвобождаем его ресурс для реализации его потенциала. Что мы делаем? Мы совместно с руководителем настраиваем и поддерживаем в его организации систему принятия решений, требующих применения норм права. Тем самым создаем красоту порядка. Как мы это делаем? Мы видим клиента как уникального человека и неповторимую организацию. Мы строим безопасное, доверительное и ответственное партнерство с нашими клиентами. Мы делаем нашу работу мастерски, постоянно повышая свою экспертность. А когда мы воплотим в жизнь все, что задумали, наше будущее станет таким. Мы сильные и делаем сильнее своих клиентов. В таком партнерстве реализуются масштабные и интересные задачи. Это ощущается как совместный полет. Наш продукт дает уверенность, спокойствие, свободу творчества. И это бесценно. Это ощущается как гармония. Реализуя наши цели, мы притягиваем в компанию мощные ресурсы и возможности. Это технологии и знания, финансы и влияние, опыт и экспертность. Это чувствуется как большой масштаб. В такой компании ты ярко проявляешься, а твоя гениальность востребована. Ты осознанно и со смыслом взаимодействуешь с миром, живешь полной жизнью, получаешь от нее удовольствие. Это чувствуется как свобода и воодушевление. Мы живем яркую и полную жизнь в окружении сильных и созидающих людей. Каждый из нас привносит в этот мир то, что умеет делать лучше всего, делать гениально. Так мы вместе, бережно и красиво совершенствуем мир. Всем спасибо за внимание. Полетели.